построена, по некоторым данным, это в какой-то период, да, отдельно был такой закон, всегда он работал или нет, пока точно не могу сказать, сегодня, я думаю, услышим ответ. Поэтому еще один важный момент, это все наследие, это богатство было создано, построено нашими предками, и, конечно, хотелось бы не только гордиться этим, да, а сегодня создавать нашу историю и оставить для наших потомков что-то такое, чем бы они тоже могли бы гордиться. Еще вчера был один очень интересный момент. Встречался с Батыром Тачиевым, руководителем УПАС, и он тоже сказал, что в нашем народе есть поговорка такая, что человек, которому нечем гордиться, он гордится тем, что делали другие люди, ну и предки там, да? Есть афоризм по этому поводу, нам известно. Да, вот эти очень интересные такие моменты. Сегодня, я думаю, у нас есть уникальный случай задать вопрос человеку, который является основателем такого общества, которому эти вопросы настолько ценны, что он создал целое направление в этом вопросе. Огромную благодарность ему, что он выделил сегодня время. Хотел бы передать слово Джабраилу, нашему брату. Да, всем ассаламу алейкум. Рада вас видеть. У нас на самом деле большой перерыв был перед этой встречей. Связан он был, естественно, с пандемией. Вот, но я рад, что мы открываем наше мероприятие с такой знаковой встречи, посвященной, мне кажется, одному из самых важных вопросов для любой нации, для любого человека. Я думаю, та фраза, о которой говорил Анзор, это то, что если у нации нету, если они не знают о своем прошлом, у них нет будущего, да, и важность сохранения культурного наследия, оно играет просто ключевое значение для нашего развития, для развития наших детей. Удивительно то, что на самом деле мы все, считая, что современное развитие, на самом деле, мы должны отходить там, от своих традиций для того, чтобы развиваться. К сожалению, к счастью, это неправда. На самом деле наш мир прекрасен именно своим разнообразием, тем, что есть разные культуры, что разные нации сохранили свои обычаи, свои традиции. И на самом деле, насколько людям по всему миру сейчас интересно изучать, допустим, ту же ингушскую культуру. Там, во Франции, я знаю, много исследований проходит, в Америке. И через познание там, других культур мы лучше узнаем себя. Поэтому тут роль даже сохранения традиций, культуры, мне кажется, не только играет значение для нас непосредственно, но и для тех, кто потом в будущем будет изучать нашу культуру, будет понимать, почему именно так люди себя вели, откуда возникали эти правила, откуда возникали эти традиции. И на самом деле вот я вижу часто очень большую мудрость во многих традициях, которые изначально мне казались немножко странноватыми. Вот. Но со временем я понимаю, что они возникли не случайно, веками они создавались не просто так. И тут, может быть, Анзор раскроет такой вопрос, как на самом деле мир вокруг меняется, появляются информационные технологии, появляются новые взаимоотношения, да, например, тот же там, теперь мы общаемся там, по скайпу, фейстайму и так далее. Вот. И каким образом, во-первых, традиции, культуры помогают нам адаптироваться к этим изменениям, с одной стороны, не потерять то, что у нас есть, а с другой стороны, это приумножить, улучшить, поскольку, как мы понимаем, что культура и традиции – это не что-то выбитое в бетоне, а поскольку мир меняется, то и традиции должны меняться, отвечать современным реалиям, но должны меняться не так, чтобы мы теряли свои корни, свое начало. Поэтому, мне кажется, сегодняшняя встреча крайне важна, и мне хотелось бы, чтобы каждый из вас, кто сегодня получит новую информацию, обязательно потом делился ею дальше, и мы таким образом запустили, можно сказать, распространение этих важных знаний. Ну что, я тогда передаю слово Анзору. Салам алейкум. Ваша переводы. С вашего позволения, учитывая, что у нас есть сегодня в зале люди, которые пока еще не знают ингушского языка, давайте на русском языке. Хотя, конечно же, одной из первостепенных задач для нас и для нашего общества всегда являлось сохранение и развитие ингушского языка как раз-таки атрибута и части нематериального культурного наследия. Мне, с одной стороны, очень приятно сегодня здесь находиться. Когда мы с Адамом говорили, конечно же, я сразу же сказал, что просто мне будет интересно. С другой стороны, очень сложно, потому что я знаю, что сегодня собрались люди,
это не комплименты. Я некоторых знаю, я некоторых знаю лично, знаю по там, соцсетям, знаю, что в каких-то вопросах даже касательно и культуры, может быть, есть здесь сегодня люди, которые разбираются намного лучше, чем я, поэтому это нормально, это обычное нормальное явление, я это признаю. То есть из-за этого мне в том числе и приятно здесь находиться, и сложно. Вот, потому что куча вещей есть, наверное, которые вы мне с удовольствием скажете, для меня это будет новостью. Я лишь могу немного рассказать о нашем опыте, о создании организации, создании проектов, то, с чем мы столкнулись при реализации как раз-таки тех вопросов, когда мы начали эти вопросы воссоздания, может быть, каких-то наших традиционных вещей заниматься. Я являюсь исполнительным директором Ингушского историко-географического общества Дзурдзурки с момента его основания, с конца 2015 года. Вот сегодня мне Жабраил до начала нашей встречи, как раз таки и другие, спрашивали, а вот почему и зачем? Вот Ингушское историко-географическое общество Дзурдзурки, как создавалось, зачем оно создавалось? Оно, не я его один создал, совершенно точно, это команда людей, я их могу назвать. Это многие из вас где-то слышали и знают. Это Заурова Танзила, это Гоги Яков, это Даут Хашакульков, который чуть позже присоединился, Рая Лианова, чуть наши старшие коллеги, на тот момент начальник отдела научных изысканий архива Иса Алмазов, Хайров Байал, потрясающий этнограф, человек, которого его нету в интернете, это довольно-таки взрослый человек, но я думаю, что его трудами он один из первых начал сравнительный анализ шумеро-тувитскими всякими языковыми аспектами и так далее, с глубочайшими познаниями человек. Я уверен, что его научные работы будут интересны и полезны чуть позже, потому что сейчас нам не до этого. Гандаров, Гандаур Эги Махмед, его многие знают как потрясающего юриста, который очень сложными делами занимался, но, чтобы вы понимали, это потрясающий топонимист. То есть это специалист по топонимике, по названию местности. Я знаю точно, что еще несколько лет назад у него в его еще не опубликованном сборнике более 5000 топонимов чисто по Ингушетии. То есть это конкретные локальные названия местности, которые он записывал. Что-то опубликовано где-то в архивном вестнике, где-то в Ингушском вестнике Ингушского госуниверситета, но своя работа, его труды тоже ждут публикации. Вот эта вот команда вот с такими более старшими и более такими, может быть, более маневренными нами, молодыми, вот команда была создана. Общество было создано не только как научное, потому что среди нас были, ни у меня степени научной нету, ни Якупа нету. Танзила давно написала и создала вещи, которые давным-давно написала бы докторскую диссертацию, но просто из-за многих проектов, которые ведет, хотя я могу честно, пусть это и попадет в эфир, и ругаю, потому что, наверное, нужно было кое-какие вещи сейчас оставить и защищаться, потому что степень, она может быть не для внутреннего, потому что я членов своей команды знаю, для них не обязательно там иметь какие-то звания, названия, но для продвижения каких-то вопросов, для решения каких-то административных вещей, технических вещей, наличие научной степени, она нужна была. Вот такая вот команда, не было 100% научных целей, была цель популяризации. Один из первых проектов Ингушского историко-географического общества Дзурдзурки, сейчас многие из вас об этом и не знают, наверное, часть знают по истингам, в последнее время популярное, да, по экспедициям в Горной Ингушетии, по башням, по петроглифам. Мы всегда находились в гуще скандалов, хотя избегали всегда эти скандалы, но так или иначе оказывались в этом. Ну, так уж получилось, что мы начали бить в набат, когда там в Бейне начали пропадать, там, выламывать камни. Ну, потому что написали. Слушайте, в 2018 году оказались в центре внимания, потому что мы были в этих местах, мы знали, что происходит. И всегда бегали от этого, но все равно оказывались в центре вот этого вот внимания. И
один из главных проектов был, конечно же, проект «Я познаю свой край», где мы пошли в школу. Мы тупо пошли в школу с лекциями, не как сейчас, потому что мы знаем, как проходит, к сожалению, система образования где-то перешла на новый этап, где-то на визуальный этап, где-то отстает. В большинстве школ, к великому сожалению, продолжаются эти монотонные лекции. Вот учитель заходит и читает. А мир же, мы же знаем, все мир перешел на визуализацию. Человеку нужно, ребенку тоже нужно. Он привык уже к Инстаграму. Ему не то, что уже видеть нужно, ему уже вообще-то трогать уже важно. Ему нужно какие-то вещи осязать. А с этим у нас проблемы были. И мы обнаружили в школах, что ребенок знает о пирамидах Хеопса, казалось бы, да, они должны это знать. Вот, казалось бы, об этих башнях мы настолько говорим много, да, может показаться, но не знают они о них. Они не знают совершенно очевидно, многие, я немножко где-то полгода преподавал в колледже одном, и там попадают дети, большинство детей после 9 класса. Они туда попадают, они реально не знают, многие, не все, конечно же, есть разные школы, школа школе рознь. Они не знают 23 февраля. Вот вы удивитесь, но многие не знали. Штермоцсон, в октябре-ноябре 92-го года и в Панемине, там более молодые, не знают. А каких-то уже более локальных, более таких узкоспециализированных каких-то вещах, о которых мы говорим, традиции, какие-то такие вещи, они могут тебе назвать традиции, вещи, которые никак не может быть. Это как-то там, на конференции университетской умыкание невест там, и так далее, обычное право индуши, как обычай представил один хороший наш товарищ. Я помню, как доктор политических наук Исрафил Сампиев, грубо говоря, оторвал. Обычаи надо все-таки отделять, надо понимать, что это такое. Есть куча обычаев, куча традиционных моментов, которые связаны со свадьбой, со сватовством, вещь. А умыкание как раз таки это и есть отход от этого, это отход от этих обычаев. Поэтому это самое, а есть куча других вещей, которые дети просто путали. И мы это увидели в этой школе. Еще одна самая главная вещь была вот в чем. Есть какая-никакая плеяда историков, представителей гуманитарной науки, которая была в советское время, она перешла в новороссийское время. Можно по-разному относиться к их трудам, но вот это вот костяк продолжался, а новых их нет. Ну, мы же даже сейчас же можем по пальцам пересчитать, вот если я вам назову там, молодых историков, кого вы знаете, там, ну, грубо говоря, там, не знаю, вы назовете несколько человек. Да, там, Чебиева, Танзилова назовете, скорее всего, там, Матиева, да. Да. Тимура? Да. Он Тимур, считается... уже он не молодой, уже он давным-давно преподаватель кафедры, зав. Кафедрой, Тимур. Уже он даже к старым относится, а более молодое их нету. Вот это вот поколение, оно немножко прервалось. У нас в узком, я сейчас такой секрет раскрою, в узком кругу, возможно, даже у нас такая дискуссия шла. Возможно, может быть, даже это хорошо, что у части тех не было учеников здесь, потому что, я же говорил, отношения, многие представители научного мира советского периода, они прям очень сильно совком забиты. И это продолжается и сейчас. Это продолжается не столько в научных трудах, сколько в отношении вообще к науке, отношении к какой-то ревностной каких-то этих вещей. Понимаете, это нормальная вещь, когда, допустим, в истории школа Виноградова со школой Крупного там жестко там воевала. Это в науке потрясающая вещь. Они иногда ненавидели друг друга, они могли там все что угодно устроить. Но тут-то войны не такие, не научные. Тут войны, если ты начинаешь чем-то заниматься, главное, я буду перескакивать, я прошу прощения. Тоже до начала нашего мероприятия мы сейчас общались, и вопрос такой возник. У нас, знаете, в чем проблема? У нас проблема в том, что представители науки, нет узкоспециализированных
специалистов. Все пошли вширь. Куда ни загляни, 2 строчки написано. Вот обо всем написано 2 строчки. Один и тот же ученый-деятель написал и о культуре, и о ингушском языке, и о материальной, нематериальной культуре, и о гражданской войне, Великой Отечественной войне. Но так, чтобы как Матиева Тимура, допустим, взять, чтобы он мощно разбирается в теме там участия ингушей, допустим, той же Великой Отечественной войны, той же Малгобекской оборонительной операции. Да? Вот узкий специалист где-то может подойти и сказать, и разобраться. Вот этого очень мало. И тут, когда ты начинаешь потихонечку заниматься проектами, направленными на реанимацию отдельного направления, на тебя сразу же вот это вот, а зачем ты лезешь, об этом же написано 1,5 строчки. Об этом написано ровно 1,5 строчки, зачем вот это вот нужно делать. Вот с такими вещами, вот, чтобы наладить вот эту вот преемственность и популяризировать. Грубо говоря, я прекрасно знаю, сколько, 6-7 лет назад, даже когда мы общество называли, я знаю кучу людей, которые заинтересовались вообще, кто такие дзурдзуки, да, что это вообще имеет в том числе и к нам непосредственно отношение, начали интересоваться. Вот, когда наше общество там, по телевидению, где-то в соцсетях, там дзурдзуки появлялось, даже элементарно вот в этих вещах нужна была популяризация. Потихонечку это переросло в проекты. В 2015 году мы оформились в юридическую организацию. Мы хотели по примеру дагестанского, Зураб Гаджиев, ты знаешь, по Фейсбуке, нам как раз таки Руслан Полонкоев, вот эти ребята, когда подсказали, сказали, вот в Дагестане же вот как есть историко-географическое общество, почему бы вам не создать? Вот из-за этих как раз таки пожеланий мы сорганизовались, и уже в 2015 году в конце была юридическая организация была оформлена. Уставной деятельностью были и научные, и культурные, и экологические проекты. Чтобы вы понимали, первые годы в 2016-2017 году общество непосредственно занималось реализацией проекта «Сады поколений», где мы высаживали сады, более 1000 саженцев. Но потом это направление понес сейчас, насколько я знаю, несет там люди, которые вместе с нами были, уже отдельно сами по себе. Помимо этого другие проекты были. И вот как-то вот так вот все началось, закрутилось и началось. А потом уже, если так уже завершать общую информацию, начиная уже с 2016 года, вот в 18, 19, 20 годах уже непосредственная реализация проекта, который многие знают, проект «Ингушский национальный орнамент», который мы реализовали. И под его реализацию это было поразительно. Первый раз, первый проект, когда наш выиграл фонд в конкурсе фонда президентских грантов, где мы порядка 2 миллионов рублей выиграли под реализацию. У нас не было ни одного письма поддержки. То есть мы не прикладывали даже ни одно письмо поддержки. Кто-то занимался проектной деятельностью, знает, вы расписываете проект, там составляете все эти вещи, и куча там писем подкладывается. На тот момент не было ни одного письма. Не было смысла, мы даже не знали, мы написали, честно даже вам скажу, можно даже назвать этих людей. Матиев Махмад, один из них был, который не отставал. Были другие люди, которые там не хотят, чтобы их назвали, которые от нас просто не отставали. Вообще писать проекты на тот момент, 2 года назад, 3 года назад, это не наше было. То есть нам нужно было ходить в горы, мы могли десятками километров за одним петроглифом пойти. Нас на протяжении многих месяцев уговаривали. Слушайте, вы реально занимаетесь, у вас реально юридическая организация, вы занимаетесь уставной деятельностью, ваша деятельность интересна, у вас есть команда. Есть реально команда, которая не 2 человека, а просто более видны там 3-4 человека, а когда начинается реализация проекта, есть куча друзей, куча такой второстепенной команды, которая подключается. И поверьте, я сейчас могу об этом рассказать, вот в рамках даже этого проекта, куча мероприятий. Организовать в центре Назрани ярмарку по продаже вот этих всех вещей,
при этом не имея никакой коммерческой цели, ни одного рубля заработать. Просто, чтобы туда пришли все писатели, все там, кто делает какие-то декоративно-прикладное искусство, какие-то вещи, чтобы они это продали, и чтобы туда пришли сотни людей, не имея административного, не прибегая к административному рычагу, просто по золоту написать в интернете, сказать и организовать. Но остается ведь за кадром, что вот это готовится на протяжении нескольких недель. Даже вот эту встречу организовать, это позвонить, договориться, правильно? А там, чтобы большую ярмарку организовать, это столы привезти на аллею поставить, стулья привезти, разрешение получить, примерно понимать, что у вас это, подвести мороженое, чай, воду, чтобы люди не ушли, привезти стариков там. Вы же не будете, вы позвали продать книги на ярмарку Ису Кадзуева, вы же должны его туда привезти. Он же не сам будет туда прийти. Понимаете, что он там сам находится, это уже замечательная вещь. Отправить туда, это куча вот таких вещей, которые остаются за кадром. Чтобы это реализовать, конечно же, 2 человека это не могут. Просто есть люди, которым делегирована вот эта вот организация права там, выступать, говорить, но это труд большой команды. Без команды не делается ничего. Поэтому, если бы здесь были и больше молодых людей, я бы, конечно же, в первую очередь сказал бы, вот, если хотите что-то поменять, что-то реализовать, не искусственно ищут эту команду, она как-то самособирается, но первое, что вы должны, о чем вы должны думать, это о команде. Потому что если ее не будет, это будет ужасная вещь. Потому что куча препонов, куча таких вещей, где вы иногда бывает ощущение, что все вот, бросить. У нас был в 2019 году, да, в декабре, в январе 2020 года, вот в рамках проекта «Ингушский национальный орнамент» мы подготовили мощнейшую выставку, там все эти события были, и в раз выставка стала под ударом, и то есть была яркая возможность, что она вообще не станет. Чтобы вы понимали, выставка «Каменная летопись Ингушетии», где более 100 в рамках выставленные четкие фотографии петроглифов, где купленные, приобретенные всякие эти выставочные стеклянные все эти вещи, где привезенные, выставленные камни, специально за неделю самими сделанные подиумы эти. И в библиотеке полностью ты создаешь эту ауру, у тебя полный зал, опять же не по административному рычагу, а у тебя человек 200 в этот зал собралось, и все это становится под ударом. И там тебе приходится решать. Я никогда не забуду, всегда буду благодарен на тот момент ректору Ингушского госуниверситета Арсамаку Мартазанову, который в этот непростой, это было в рамках Ингушского госуниверситета, когда такие вопросы стали, не просто там этот сам пришел, сам пообщался с гостями, пофотографировался, пожелал удачи. Эта выставка стояла по большому счету еще месяц. К чему я это рассказываю? Реализация любого проекта, любой вещи наступает очень тяжелые времена, где ты уже, казалось бы, сделал выставку, вообще каких-то, речь идет о материальном культурном наследии, но это становится под таким. И в такие моменты я помню, когда часть команды говорит, что мы сделаем то, часть команды этот, и мы к консенсусу приходим и говорим, так, в этой ситуации нужно поступить то-то, то-то, то-то. Вот эта команда, которая тебя понимает, что в итоге это оказывается самое правильное решение, она нужна. Я поэтому благодарен, что я знаю, что, допустим, по Фейсбуку, ну как обычно, когда после реализации проекта там комментарии, ну, я вынужден бываю часто давать комментарии как руководитель организации. Но я при этом прекрасно понимаю, что в работе конкретно этого проекта 80% внимания и сил было потрачено не мной, а совершенно другими людьми. Такие вот вещи есть. Поэтому она тоже, команда, она нужна. Для нас было совершенно удивительным, когда на продолжение проекта «Орнамент. Символ жизни», чтобы вы понимали, в рамках проекта «Орнамент. Символ жизни» вышла вот эта вот книга. Тот, кто в курсе, тот, кто часто в Фейсбуке бывает,
за авторством Заурова и Танзилы, ингушский национальный орнамент, он до сих пор не оставляет в покое многих людей, до сих пор книга обсуждаема. У нас получилось вот что. Это так, может быть, кто будет проектной деятельностью заниматься, такая 2 месяца в сумке находилась разноватая. Здесь более 1200 иллюстраций. Более 1200 иллюстраций. Чтобы вы понимали, чтобы не было потом вопросов по каким-то фотографиям, фотоматериалам. Вот, допустим, есть фотографии ингушей конца, начала 20 века. Мы знаем то, что там стоит семья ингушская. Мы знаем, что мужчина ингуш, но до конца не знаем. Вот стоит, скорее всего, рядом его жена, а вот жена ингушка, не ингушка, мы не знаем. Мы даже эти фотографии, большинство, чтобы потом не было вопросов, а вот это вот не совсем ингушское, чтобы избежать этих вопросов, мы эти фотографии даже не включали в книгу. Вот максимально пытались уйти. И результатом вот проекта, это одна из самых главных тем и Заурова, и Танзилы, но здесь автор Заурова, но в этой книге принимало участие огромное количество людей, в том числе и вся команда Иго Дзудзуки. Я вот рассказывал, здесь есть куча петроглифов, вот орнаменты, петроглифы, здесь куча этих вещей. Вот за одним петроглифом, что такое петроглиф? Это знак, который вы видите, который высечен, он или резьбой на дереве, или на камне, который имеет некий там сакральный, несакральный смысл. Не всегда сакральный смысл, иногда он какие-то другие вещи имеет. Вот чтобы достать этот один знак, я точно могу сказать, где-то 4 экспедиции у нас было десятки километров, где мы клали. Оно вот так вот создавалось. Когда оно собиралось, не было речи о проекте, но вот возвращаясь, и были люди, хорошие люди, которые к нам очень симпатии относились, которые не отставали от нас, вот просили, вот напишите проект. Мы вам напишем, мы вам поможем просто сделать. И вот сели, с их помощью написали и выиграли. Результатом выставки, тема начала, вот эта вот книга. И что случилось? Когда вы планируете, когда мы планировали, там, грубо говоря, книгу мы рассчитали на какую-то сумму по проекту. В итоге, когда книга получилась, чтобы вот когда вы издаете по декоративно-прикладному искусству, по таким вещам, невозможно из простой бумаги сделать. Нужно все-таки из красочной, она должна быть красочной, потому что если вы истинг будете подавать в черно-белом виде, войлочный ковер, но не совсем оно будет воспринято. И стал вопрос, реально, когда мы подбили, я вам честно, это не комплименты нам, обществу, мы какую-то часть по проекту на зарплату, которая была выделена, начали другие цели, потому что не получалось. И в книгу то же самое ушло. И опять-таки денег не хватало. У нас стал вопрос, или сокращать книгу, чего мы делать не хотели, или делать его вот не из лощеной бумаги и так далее, вот тоже возможности не было. То есть когда, я не знаю, те, кто занимался, знают, если у вас будет нас 1-2 человека назвали грантоедами, то есть когда мы, чтобы вот не уменьшить качество этой книги, начали искать деньги, а эта книга вышла в типографическая стоимость 960-980 рублей. Себестоимость типографически, не включая логистику, корректировку, это все было отдельно. Потому что она сплошь и рядом, речь же идет о орнаменте, орнамент невозможно подать не красочно. Анзор, вопрос второй. Тут там спрашивают, где можно приобрести книгу в Ингушетии? Ты потом расскажешь? Если остались, то их очень мало осталось. Книга будет в магазине ассоциации Истинг, так называется, в Магасе, там прямо за прокуратурой находится наша ассоциация, где не только эту книгу, мы сейчас там как раз таки мини-магазинчик по книгам нашим краеведческим. И казалось бы, вы выпустили книгу.
чтобы вы понимали, я не буду глубоко уходить, эта книга до сих пор. Почему книга, почему орнамент? Да потому что начиная никогда в жизни, в истории Ингушской республики и народа, отдельно по декоративно-прикладному искусству ингушского народа ни одной книги не выпускалось. То есть не было. Был там альбом, книга-альбом 70-х годов чингушское декоративно-прикладное искусство. Все, больше не было. И у тебя есть куча материала, у тебя есть возможность, и мы вот в рамках вот проекта сделали. Когда уже второй проект реализовывали, вот казалось бы, я сейчас перечисляю вещи, где вы создаете команду, потом вы начинаете полевой работой заниматься. Еще удивительная особенность книги, на меня обижаются некоторые. Я сам исторический факультет заканчивал, хотя не являюсь, у меня написанных там больших трудов по истории нету, поэтому когда мне говорят, ты историк, я очень так, пока не очень. Я так, наверное, неплохой организатор, но не претендую на эти лавры, поэтому нет. У нас очень мало принято полевой работой заниматься. Вот тому есть и субъективные, и объективные причины. Мы были в прошлом году на одном из совещаний с участием первых государственных лиц республики, где мы обсуждали, почему там археологов нету. Да даже если 50 археологов Ингушский госуниверситет сегодня выпустит, что они будут делать? А есть археологические исследования, а выделяются там большие средства на ведение археологических там исследований. Эти вопросы такие, они есть. То есть 2 года назад, я помню, замдиректора археологического центра вынужден был в интернете объявлять сбор для выпуска вестника археологического центра. То есть археолог, он же не просто так, он пойдет, покопает, найдет этот белый лист, найдет какие-то вещи, артефакты, напишет об этом классную вещь, но ему же надо это опубликовать. Он что будет, чтобы стать там кандидатом, но как минимум его ваковские вещи нужно опубликовать. Чтобы опубликовать эти ваковские вещи, ему как минимум чисто технически нужно заплатить эти деньги, да. И вот это вот куча вот этих вот вопросов, они возникают. Вот этот вот цикл пошел, команда, полевая работа, я реально повторяюсь, на меня некоторые наши историки еще лет 4-5 назад, когда я сказал, вот у меня тоже спросили, зачем было создано Игодзурдзук. Я сказал, чтобы нам принципиально ходить по полю. Я говорю, у нас есть историки, но у нас любят кабинетную историю. Не выходить из кабинетов и написать кучу вещей. А это невозможно делать. Я же не имею в виду всех. Я же знаю потрясающих наших людей, которые там работают, в архивах лазят. Там, один Берснов Газиков чего стоит, который перелопатил Адам Майсагов в свое время, сейчас он находится при университете. Кстати, при нем библиотека стала таким центром, где и мы выступали, и мы круглые столы создавали. Это такие не просто люди, ну и профессионалы, во-первых, и не теряющие человечность, потому что и отношение к работе. Создали команду, начали полевую работу, начали материал создали, переложили это в книгу. Вот у вас есть возможность посмотреть там, что было орнамент не только на коврах, но этот. А потом уже, когда второй проект писали, честно говоря, там были еще и события, потому что мы не были, грубо говоря, в фаворе. И когда мы сдали проект, и когда мы проект выиграли на создание войлочного искусства, вот тогда для нас было жутко удивительно. Мы не думали, что мы выиграем, но выиграли. И уже пошел следующий этап. У вас в книгах знаки вы собрали, узоры вы собрали. Не все, конечно же, еще там на 20 команд еще можно их собирать в ближайшие там 100 лет, наверное. Вы создали, в книгу переложили, а дальше слабо воссоздать эту вещь, чтобы она была не один-два специалиста. Сейчас я приду к очень больному вопросу в нашем обществе. И вот в рамках этого проекта начали как раз таки создавать, обучать, мастерить и валянию войлока, то есть созданию этих ковров. И в рамках нашего проекта вышло где-то 40 выпускниц различных возрастов, начиная от маленьких, заканчивая там, взрослыми женщинами.
из них порядка 30 активно сейчас работают и делают. И, в общем, вот, сейчас результатом всего этого стало создание и ассоциации, и магазина. Уже последний этап, я об этом тоже до начала говорил, не просто вы обучили, но и создали площадку, где это все переходит уже в бизнес. Вы понимаете, что как только вещь, какое-то дело переходит в бизнес, оно уже и без вашего участия проходит. Там уже начинаются какие-то вещи. Там уже, понимаете, когда у вас 30 женщин, которые интересуются войлоком, они же не будут все ковры делать. Они понимают, что одна делает лучше, вторая. Третья начинает делать, там, Рая Ильянова, начинает делать потрясающие орнаментированные ручные блокноты. Четвертая начинает делать игрушки из шерстяные. Смотря на нас, вообще посторонние люди, потому что популяризация это пошла, люди об орнаментах не вспоминали 5-6 лет назад. Они видят, что это интересно, начинают какие-то подушки, какие-то одеяла делать. И это все переходит в бизнес, круче. Но это законы бизнеса, здесь я не силен, но здесь вы, наверное, знаете лучше. Чем вас больше тех, кто занимается, тем ассортимента больше становится, тем предложение, спрос и все это доходит. И уже мы сейчас уже чувствуем, сейчас, чтобы вы понимали, Игор Дзурдзуки отношение к этому делу имеет такое, знаете, как папа, который смотрит, иногда туда смотрит, а уже занимаются другие люди, зачастую занимаются абсолютно люди, которых мы не знаем. И мы смело можем сказать, что вот эта вот часть вот этого искусства, к реанимации этого искусства мы имеем прямое отношение. Но при этом, проходя полные эти этапы, невозможно было бы это сделать, если бы не было полевых экспедиций, потому что нас заклеймили бы на первом повороте, сказали бы, откуда у вас. Знаете, как легко сказать, когда у вас орнаментов никогда не было, когда вы можете открыть книгу и по любому петроглифу сказать, где она находится. Вот по-любому. Вот здесь куча петроглифов будет, да, которые там по камню. Там, вот такие, допустим, знаки, да, здесь их куча. Вот по-любому мы готовы ответить или в какой литературе это было, или на какой башне, или на каком склепе. Я рассказывал, иногда они знаки бывают, вот, допустим, на Барханой-Нек, чтобы добраться до одного знака, который охрой был нарисован на скале. Чтобы добраться до этого знака, я знаю, я точно, по-моему, 4 раза по дороге шел, и 4-й раз уже мы вместе были, наткнулись на вещь. Еще одно, в один момент, возвращаясь, почему полевая работа очень важна. Мы были в 2016 году, по-моему, мы по Фортанге, у нас были экспедиции. Это не всегда вот красочно, что я вам рассказываю. Поверьте, первая экспедиция на Фортангу, на так называемые Дзурдзубские ворота, Эгичош. Когда мы шли, я помню, когда в Фейсбуке было опубликовано, что мы поехали туда, а интернета нету, когда вечером мы вернулись, когда мы читаем комментарии были «Далмяш-Стинов Тухлчу», а как сопровождение? Потому что мы шли по дороге, где месяц назад проводили КТО. Там мы шли по минам. Я вам сейчас рассказываю вещи, абсолютно не привлечение, где-то в районе Мерджи нас было немного, мы разошлись там посмотреть там наскальные сооружения потрясающие. Я ушел туда, и ты по этим сухостою, по высохшим, это ранняя весна, не высохшая, а вот после зимы по этим вещам ты идешь, и ты нажимаешь ногу, и у тебя ощущение, что ты нажал сейчас на что-то, и явно уже сама атмосфера тебе говорит о том, что то ли мина, то ли что-то, я не знаю, как они выглядят. И ты реально смотришь и видишь, там же, это же места боевых действий совсем недавно, и ящик лежит недалеко, там и написано мина. Ты еще нажал на что-то, и ты реально стоишь, никого близко нету, ты уже форс-мажорное обстоятельство, ты уже там произносишь имя Всевышнего и Хорхуддухмана, поднимаешь ногу, ну, оказалось там вообще что-то другое. Вот такие вещи. Идем в Датыхлу, в густом лесу, по тропе заходим в лес, идем туда, опять же, на эти сооружения.
Вдруг у меня зрение не самое лучшее, вдруг Якуб Гогиев мне кричит и говорит: Анзор, мы так в разброс шли, оттуда говорит: Анзор Лорлила, будь осторожен, там автомат. Раз, на тебя автомат смотрит. Ты раз смотришь, ты говоришь: так, подождали, второй автомат, третий автомат, пулемет, четвертый, пятый, а там густой лес. Там еще середина весны, уже все потихонечку начинает зацветать. И куча человек, 30 вооруженных людей на тебя выходит, ты стоишь, и ты в этот момент, я сейчас, это так, для того, чтобы разрядить, я вам честно сейчас это говорю, жалко нету Амура Амирханова, и тебе же нужно идентифицировать, кто это. Местные знают, что тебе нужно понять сначала, кто это. Это местные, не местные, это федералы, не федералы, это сотрудники, не сотрудники. Ты говоришь, они из леса идут, а мы в лес идем. И мы на этой тропе. Я говорю: салам алейкум. Тишина. Их тоже понять можно было. В лесу, в Датыхском лесу, где никто не лазит давным-давно, они выходят, мы туда идем группой. Тишина. Я говорю: добрый день. Пытаюсь идентифицировать. Тишина. Вот честно вам скажу, в этот момент я реально вспомнил. У меня такая привычка, я могу в обычное время, честно сейчас признаюсь, от мыши, внезапно появившейся, шугануться. Какая форс-мажорное какое-то обстоятельство, и ты понимаешь, что уже тебе что-то нужно делать, ты уже привыкший к этим моментам, ты начинаешь как-то это в шутку все переводить. Я в этот момент, просто представьте ситуацию, я вспомнил песню группы ЛКН. Вооруженные вот эти люди, я сказал: и тут в ответ: и потом это оказался батальон, Троицкий батальон, они были прочесывали и возвращались. Таких моментов куча моментов, когда вы можете в пропасть, кто-то из нас мог упасть, и если бы там рядом кто-то не оказался, который схватил. Были моменты, когда мы зимой ночевали в Мяцеле. Не На столовой ты был? Нет. Вот на столовой тот, кто был в Мяцеле, знает, что. А я там ночевал в феврале, в минус 18 провел 2 ночи. Логичный вопрос. Что, больше делать нечего было. А очень просто. Мне один из бывший министр культуры республики, тогда он не был министром, Микаэл Базоркин, сказал до этого: там наверху, на Столовой горе, есть какие-то вещи, уникальные, интересные вещи, вам это было бы интересно посмотреть. Но мы договорились, что когда ты будешь туда идти, нам же интересно что-то неизведанное, мы с тобой пойдем. И он в феврале месяце звонит и говорит: я послезавтра поднимаюсь. Логичный вопрос. Зачем в феврале? Давай весной пойдем. Он такой, со своеобразным характером. Он говорит: я ничего не знаю, я послезавтра пойду, хотите пойдите. И вот чтобы не упустить эту возможность туда пойти, ты в феврале идешь по снегу, примерзшему снегу, тогда еще тяжелее, килограммов 30 на тебе, чтобы 2 ночи провести, ты проваливаешься в этот снег. Обычно в летнее время путь, который ты за 2,5 часа на эту Столовую гору, мы шли где-то 12 часов. Реально 200 метров мы за час только проходили, потому что проваливались в этот снег. И ты идешь чисто, чтобы зафиксировать вот эту вещь, какой-нибудь петроглиф, какой-нибудь этот. И когда после всего этого тебе кабинетный чувак, кабинетный клерк, который о всех этих вещах не знал, понятия не имеет, что там за тропа идет, но где-то в книжках переписал, начинает что-то предъявлять, очень сложно держать себя в руках. Очень прям сложно бывает. Поэтому, когда мы даже иногда бываем излишне, возможно, эмоциональны, мы понимаем, чтобы одну вот эту вот вещичку зафиксировать, когда вы все, не о нас речь, а этих людях, когда вы все спали и переписывали по интернету, мы в 5 утра вставали и километрами шли, чтобы это вот зафиксировать. Поэтому нужно быть к этому, ко всему готовы. Сейчас мы абсолютно рады, и сейчас вот именно этот проект, мы его можем назвать 100% успешным. Он идет дальше, он будет дальше идти. Я думаю, что сейчас у нас есть в планах и другие проекты. Зачастую бывало, что... я хотел рассказать о проблеме я еще до начала об этом упомянул.
У нас есть большая проблема. У нас вширь, мы все вширь, вглубь никто не хочет. Мы все хотим быть, может быть это, я не знаю, может быть ментальная наша особенность, скорее всего ментальная особенность. Многие же говорят у меня, когда там гости приезжают, а почему у вас все время башня где-то там наверху, где... У нас же, мы же любители быть единственными. Нам же нужно обязательно, хотя это никакого отношения к нам не имело, ну там назвать там граф Хутиев, князь такой-то, ну выделиться, я круче, чем я отдельно, я, может быть, скорее всего, это есть некие такие ментальные наши особенности, может быть, но в науке, в общественном поле это очень сильно мешает, когда ты хочешь быть единственным, когда музыкант, первокласснейший музыкант, хочет быть единственным, он поэтому, в том числе и поэтому, никого не учит. Он не учит не потому, что у него нет времени, а он не хочет, чтобы выросли еще другие музыканты. Он не хочет эти лавры делить. Если ты ученый, ты прям в штыки воспринимаешь, когда кто-то начинает где-то в смежной теме, где нужно было радоваться, где нужно было всем сказать, слушайте, давайте, конечно же, поможем, конечно же, сделаем. Нет, мы не хотим этого сделать. Если ты в культуре, в науке, обязательно вот это вот ревностное отношение. Еще раз повторяю, я еще для себя не ответил на вопрос, может быть это часть ментальная часть такого характера, может быть, но это очень сильно в какой-то степени мешает. Это мы на протяжении своем пути мы это видели, потому что ты заходишь в поле и ты понимаешь, что оно не распаханное, там есть место всем, и тебе начинается вот это вот контр. И вообще, когда контрят, когда есть такое соперничество, пусть даже переходящая грань, это не всегда плохо, это хорошо, потому что ты это делаешь. Но плохо то, что ты, когда это переходит грань, когда переходит в какие-то закулисные, какие-то обвинения. Вот мы обнаружили, вот у нас проект на стадии сейчас и написания, и поддержки там, серьезных людей. И в один момент на нас начали там, жестко атаковать, в том числе в интернете. И ты начинаешь думать так, может быть это идеологические какие-то атаки, может быть что-то мы идеологически как-то никак не подходим, может быть еще что-то. А в итоге обнаружилось абсолютно совершенно меркантильные вещи, просто хотели перехватить проект, узнали каким-то образом, что мы пытаемся его реализовать, узнали, что есть группа людей, которые готовы нам помочь, и просто чтобы этот вот испортить, и вот начинается. А ты в это время сидишь, ничего не знаешь. Вот за то время, пока ты отвечаешь, пока ты реагируешь на это, ты мог бы заняться другими вещами, более полезными. Вот что плохо из-за этого. Само соперничество, сама конкуренция, это вообще неплохо. Это хорошо. Но когда... Вот небольшой вопрос. Давай. Тут люди спрашивают, над какими еще проектами работают Дзурцуки, если... У нас есть проекты, о которых мы не будем пока говорить, потому что... к сожалению, не можем говорить, потому что есть этому причины. У нас вот из-за реализации по истингам, по этим, у нас немножко сократились экспедиционная часть. Я думаю, что даст Бог, есть экспедиции, которые мы должны завершить вот в этом году. Вот сейчас месяц Рамадан пройдет, потому что Рамадан невозможно будет. Экспедиционная часть будет продолжена, потому что на Цейломе надо побывать, и есть куча других вещей, которые мы знаем. Есть пещеры, где по рассказам есть петроглифы, орнаменты, есть какие-то вещи. Это раз. Она будет усилена, потому что мы вот за последние 1,5 года немножко сдали в этом направлении, потому что занимались вот этими делами. Есть вещи, связанные с реставрационными делами, есть идея создать некую такую, возможно, школу. Не наша она идея, мы просто в помощь, в купе с другими людьми хотим это сделать, помочь нашим очень хорошим специалистам создать, возвращаясь к реставрациям, там, к этим вещам, некую, возможно, какую-то мастерскую, может быть, такую вещь. Есть, обязательно хотим вернуться еще раз в школы, потому что это очень важно.
Я вам один момент расскажу. Мы когда были с проектом в школах, мы, чтобы детям было интересно, мы как делали? Мы приходим, мы показываем на проекторе то, как мы ходим, бегаем, собираем, приносим артефакты, фотографии. И ты видишь, что дети там, начиная с 5-6 класса, заканчивая 11 классом, им это очень интересно. Чтобы вы понимали, там 5, 6, 7, 8, 9, 10 класс 2,5 часа держать, чтобы им было интересно, у нас это получалось. И мы оставляли, чтобы дальше это... Наша задача какая была? У нас была потрясающая возможность. У нас на тот момент появилась возможность выпускников по льготной системе, там, по каким-то экзаменам протащить в Дагестан как раз-таки на археологов, чтобы они обучались. Была теоретическая возможность лучших выпускников отправить в Грузию на учебу. Ну, разные возможности были. И наша задача была найти среди этих людей, более подготовленных людей, детей. И мы что делали? Мы все, лекцию закончили, мы оставляли конкурсные задания. Вот мы говорим, разные области, начиная от экологической. Сделайте что-то, сделайте мероприятие, напишите эссе или еще что-то, что-то, что-то. И в течение месяца, 2 месяцев пришлите нам на почту, вот номер телефона, вот то-то, то-то. Единственная просьба от заучей и директоров была, чтобы они просто проследили. Чтобы, дети, они же дети, им надо напомнить обязательно. Вот через полгода, когда мы подытожили, знаете, сколько мы школ обошли? Где-то 40 школ мы обошли. Вот каждую субботу мы школу обходили в течение этого года. 40 школ. Как вы думаете, сколько конкурсных то есть работ дети прислали? Вот примерное число. 40 школ обошли, там мы десятки, сотни людей собирали. И все они были готовы. 50. Сколько? 5 штук. 4. 4, реально тебе говорю. 4 работы. То есть 4 работы. Ты же по настроению чувствуешь, когда ты уходишь, что ты все-таки самим себе-то мы не соврем. Мы же понимаем, когда это то, что мы говорим, неинтересно, и когда интересно, это же видно бывает. Вот мы покидали в 90% случаев с настроением, что это... Ты даже по фотографиям, по видео видно, когда у нас встречи заканчиваются, когда к тебе подходит, а вот это, а вот это, а вот это. Просто, они дети, им нужно проследить, чтобы они немножко там, им нужно каждую неделю один раз напомнить, а вы сделали задание, а вы написали, а задания были простые. Задание у нас было простое, надо было некоторые пойти домой с дедушкой, бабушкой сесть и записать его воспоминания о 44-м годе. Например. Все, вот это есть, в одном направлении ты вышел. И это не получилось. То есть возвращаться в каждую школу у нас физически возможности времени не было. То есть вот это вот комплексного, оно к сожалению, тогда хромало. Можем пропустить по рядам? Конечно, можно. Все посмотрели, если кому-то интересно. Конечно, в этой книге, как и в любых изданиях, любые издания печатные не обходятся без ошибок, без каких-то неточностей. Эта книга форс-мажорных обстоятельств, потому что там, когда у вас в рамках проекта вы делаете что-то, у вас есть ограниченные сроки, и нужно успеть презентовать, и нужно, то есть, если бы это было за другие какие-то спонсоры. Кстати, там среди нас есть люди, которые готовы помочь. 2 человека приняли участие посторонние. Вот я же говорю, у нас по смете проекта не получалось ее в таком виде издать. И вот недостающую сумму денег как раз-таки 2 бизнесмена ингушских, наших, местных помогли. Поэтому вообще, если у нашей организации есть какие-то успехи, мы 100% можем сказать, что львиная доля этих успехов связана с тем, что нам совершенно простые люди помогали. На начальном этапе, это знаете, как было? Вот мы собираемся в экспедицию, мы говорим, а у кого-то есть дальномер, там, где-то в Фейсбуке пишем, кто-то дальномер нам давал, чтобы там, есть же это, высоту там башни, ты не сможешь там сантиметр. Лазерно, да? Лазерно, да. Кто-то, я знаю, университетские ребята там, Замат Албагачиев, там, Муса Гасаров, несколько наших хороших товарищей, они в один момент собрались, и у них какое-то мероприятие было хорошее, и они под это мероприятие им обещали премии. Хорошее мероприятие реализовали. Они реально абсолютно
это не то чтобы это наши хорошие товарищи, но не члены ИГО Дзурдзуки. Они вот премию, которую им выпишут, сказали так, давайте условимся. Вот премию, которую нам будет выписывать, мы собираем и для дзурдзуков покупаем квадрокоптер. Вот таким образом квадрокоптер там покупался, какие-то куча других вещей. Сейчас у нас мы хотим музей создать и куча экспонатов, которые люди сами приносили. Поэтому, если у ИГО Дзурдзуки есть какой-то успех, если можно реализованные эти проекты сказать, там, часть проектов успешными, то 100% огромная часть этих моментов связана с простыми жителями не только Ингушетии, но и других регионов, которые где-то кто-то советом, где-то финансово, где-то так-то помогали. Мы даже, наверное, всех их даже и сейчас и не вспомним. Поэтому хорошие люди, они всегда есть, были и будут. Я не могу не ответить на вопрос, мы про башни сказали. У нас есть принципиальная позиция по этому поводу. То есть, когда мы говорим о культурном наследии, надо распределять. Есть материальное, есть нематериальное. Я, кстати говоря, отношусь к тем, кто считает, что нематериальное, для меня лично, это такой дискутируемый вопрос, для меня нематериальное культурное наследие важнее. Потому что, чтобы построить башню, нужно уметь эту башню построить, правильно? Башня – это материальное культурное наследие, а умение, навыки, техника, технологии – это нематериальное. Не будет этого пласта нематериального культурного наследия, не будет этой башни, не было бы этой башни. Не было бы учениц, если бы мы не занимались бы, не занялись бы воссозданием, то есть обучением мастериц, не было бы этих истингов. То есть истинг, да, который этот ковер, это материальное культурное наследие. А вот если бы этих людей не обучить, вот эта технология, техника, навыки, это уже нематериально. Потому что для меня вот эта часть, она первичнее, это не аксиома, то есть для каждого. У нас принципиальная позиция заключается, там, где можно консервировать, мы всегда считаем, что нужно консервировать. Потому что только из-за того, что сейчас нету много больших крутых специалистов, реставраторов, это не значит, что их не будет завтра. То есть мы же должны жить там шагом вперед. Но чтобы мы понимали, это вопрос тоже дискуссии. Есть даже и у нас в обществе разные мнения по этому поводу. Что мы должны понимать, что есть два разных мнения. Вот одно мнение, это, грубо говоря, у меня оно комплексное, оно не заключено. Я знаю, что я убежден, что есть какие-то вещи, которые нужно реставрировать. Вот, допустим, в Биште сейчас идет глобальная реставрация, но большинство этих объектов, которые были, они практически под основание исчезнувшие были. И они решили их воссоздать. Но есть, допустим, как Путиевская башня, как многие другие башни, есть башни, которая цельная в первозданном виде стоит, но она треснулась. Оно есть, у него облик, он сохранен, старый, со старой техникой. Там я настаиваю на том, чтобы произведите консервационные работы. Есть куча методик разных. Реставраторы лучше об этом, архитектор будут знать. Можно затянуть ее, можно поясами ее затянуть временно. Главное, наша задача, вот эту башню, чтобы она дальше не разрушилась, ее сохранить. Это ее ценность выше получается. Историческая ценность. Потому что, как, у нас это тоже вопрос дискуссии. Мы же как, то есть небо в этом плане для нас это попадание под охрану ЮНЕСКО, правильно? А под охрану ЮНЕСКО попадает объект, у которого не нарушен первозданный вид, который не просто не нарушен, а который если он отреставрирован, то он должен быть отреставрирован именно той методикой исторической, которая была. Мы разговаривали, мы проводили, допустим, и с грузинскими, там некоторыми знакомыми выходили, там имеют очень хороший опыт. Да чего ж там говорить, у нашего товарища одного был друг, у которого родители были главными архитекторами Коломбо, города, шри-ланкийцы. А у них богатый опыт по старые здания, старые объекты, которые они водили. Я у нас в Ингушетии, с шри-ланкийцем, мы в кафе сидели, он меня свел, мы эти вопросы изучали, он сам первоклассный архитектор, он когда в горы первый раз в Ингушетии приехал, он был очень сильно удивлен. Чисто как архитектор он высчитывал какие-то углы, я даже не могу это объяснить,
какие-то углы падения, центровую точку. Он говорит, это потрясающе, она очень классно сделанные вещи. Я ему задал вопрос, слушай, вот как специалист скажи, могут ингушские башни претендовать на то, чтобы они попали под охрану ЮНЕСКО? Он говорит, однозначно я могу вам ответить, что можно сделать так, это интересно. То есть это даже будет интересно. Но в первую очередь, он говорит, вы должны сами себе ответить, а вам это нужно или не нужно. Потому что как только оно туда попадает, считайте, что оно не ваше уже достояние, оно мировое достояние со всеми вытекающими обстоятельствами. Там уже вопрос, вопрос и он автоматом этот вопрос исчезает. Этим занимаются уже Нихутиевы. Готовы ли мы на данный момент сделать так? Вот когда я даже в этом ролике я задавал этот вопрос и сам себе я задаю. Мы же понимаем, что государство ответственность несет. А мы готовы государству полностью ответственность передать или не готовы? Пока не готовы. Этот вопрос, он стоит еще на повестке дня, о нем нужно говорить. То есть мы же понимаем, о чем я говорю. Если мы государству полностью отдаем, то государство, значит, должно будет само решать. Или, слушайте, некоторые объекты нужно передавать в аренду тогда, получается, потому что за ними нужно следить, ухаживать. Мы же требуем от него. Готовы мы это сделать? Не готовы сейчас. Тому есть объективные и субъективные причины, почему мы не готовы. Потому что мы где-то видим, что оно абсолютно не справится с этими вещами. Поэтому... С другой стороны, мы можем все потерять. А вот второй момент, когда мы говорим, когда я говорю, что нужно консервировать, не надо реставрировать, есть второе мнение, которое говорит, слушайте, я видел это мнение, я слышал это мнение. Вот такие, как вы, говорят они, я, говорит, с советского периода эти разговоры помню, говорит, а вот с этого советского периода вы видите, как все это разрушается. Говорит. И мы не можем смотреть, как все это разрушается. Мы сами являемся организацией, которую многие, кстати говоря, в башне вы можете видеть там по соцсетям, мы иногда выкладываем, что в течение 5 лет даже, что произошло. То есть вот эта вот дыра огромная, маленькая, которая была, она через 5 лет уже стала побольше, трещина становится больше. Вопросы — это вещи, которые у которого нету такого 100% однозначного ответа. Поэтому это вопрос, мое мнение и мнение большинства членов нашей организации, еще раз повторяю, заключается в том, там, где возможна консервация, нужно заняться консервацией, потому что мы все-таки, у нас же есть те специалисты, которых потихонечку среди молодежи, которых не было там 10 лет назад. Есть же надежда, у нас же есть надежда, что завтра должно быть лучше, чем сегодня. Но важно, чтобы, идя к этому завтра, вот абсолютно не потеряли, донесли до этого завтра что-нибудь. Поэтому есть... Я хотел добавить, просто в поддержку твоего мнения. Если смотреть на международный опыт, например, в Риме, когда я был удивлен, когда некоторые колонны старинные, там от колонны меньше осталось, чем конструкции, которые ее поддерживают. Да. То есть реально, вот ты видишь просто кучу металлических каких-то конструкций, которые держат эту колонну, потому что она сама уже давно развалилась. Сейчас есть технологии, сейчас, если вы посмотрите, есть, допустим, полуразваленное какое-то развалившееся здание. Есть же просто, мы же любим зачастую топорно что-то делать там. Есть же куча сейчас вещей, где вы подходите, все это где-то на экране, все это виден, изначально визуализировано, как это было. Есть вещи, допустим, в той же Европе, где часть здания достраивают, там, делают, там, продолжают именно стеклом, и ты видишь, да, туда вода не льется, да, это уже закрыто, но вот современная часть стекло, а вот то, что было оригинально, остается. То есть путей решений много, но, как правило, они дорогие, мы не готовы это делать, мы готовы только раствором и, в общем, теми вещами. Вот. Я знаю, что вот невозможно, я честно скажу, невозможно смотреть. Есть Хамхоевы среди нас вообще? Хамхоевы. Но то, что сделано в Хамхи, невозможно на это смотреть. Вот прям ты со стороны смотришь, там заляпано раствором, там, правильно. А хорошие примеры есть? Я могу сказать, что вот из того, что было, вот в Ляжги Ляжги башня вот Малороевым Магомедом сделана. Из того, что есть, я, допустим,
Нет, Малроевский. Хатвал. По дороге, которая, да. Прям в Ляжге, вот прям на углу она стоит. Да. Мы можем сказать. А? Она Я такая, калинг, ну, типа, не... четырехзубчатый. Да. Четырехзубчатым Насколько завешен. я знаю, там вот те же реставраторы, которые занимались, вот Мэлори, да, по-моему, башня Мгм. называлась, занимаются Бешт, Да. да? Да. Большой комплекс, Да. там, Гуцериев. Ну, Бешт очень глобальные реставрационные работы идут. Вот как я как раз об этом и говорю, они очень кучу вещей там еще нашли. Там и финансирование, но там очень профессиональный подход. Они даже, Мухаммад сам по себе, он профессиональный строитель, во-первых, строитель, реставратор, но я помню, как они пытались сделать, но это опять же вещь, вот когда Меллер они делали, они когда разбирали вот эту вот стену, они когда разбирали, полностью нумерировали камни. Вот полностью под нумерацию снимали камни, клали их, и когда опять начинали, пытались этот же камень положить на то же место. Не получается. То есть физически невозможно было. То есть они эту последовательность даже камней пытались соблюдать, но это уже строители лучше об этом будут знать. Там и амортизация, когда это все стоит, в общем, там, на протяжении нескольких сотен лет, оно и облик все это меняет. Но когда они попытались тот же камень, откуда они взяли, еще раз положить, не срастается, не получается. Там такие моменты. В Бишт идет глобальное. Еще один наш момент, мы поразительными вещами иногда занимаемся. Мы почему-то, вот допустим, есть, я не буду говорить именно о каких моментах, восстанавливая башню, мусор строительно кидали в недалеко находящийся могильный склеп. То есть поразительно даже. Вот по мне мы настаивали принципиально, что храмы, вот эти вот могильники, их вообще-то нужно быть вперед. Чтобы вы понимали, вот когда в большом комплексе стоит, как правило, стоит боевая башня и стоят жилые башни. Вот эти вот жилые башни, они древнее, зачастую, чем эта боевая. Боевая это, как правило, особенно если речь идет о пирамидальном, в классическом, то, что мы видим, пирамидальная крыша, это, как правило, это венец, вот уже они начинались оттуда, потом так, потом четырехзубчатая. Как правило, четырехзубчатая чуть древнее, чем пирамидальная. Вот пирамидальная это красивая, статная, то, к чему наши предки, там, архитекторы, строители пришли. А рядом стоящее это строение много древнее. Почему с их не начать? Почему бы не начать с того, чтобы сохранить то, что древнее, то, что старее? У нас, и, кстати говоря, этим мы грешим не сейчас. Вот в советское время, когда реставрировали Мятели на Столовой горе, все, кто участие принимал, знают, что там находятся 3 святыни рядом. Вот реставрируя, перестраивая, достраивая Мятели, знаете, какие камни использовали? Использовали камни, которые брали с рядом находящиеся святилища. Потому что она уже полностью развалившаяся, там только камни. Оттуда камни брали и сюда. Вот такие подходы, они не сейчас, чтобы вы понимали, это в советское время. То есть вот это вопросы, они стоят до сих пор. Поэтому это вопрос такой, он открытый. Тут башни рознь, то есть тут уже персонально, вот возвращаясь к Бишту, я рад, допустим, то, что они вширь пошли, они практически весь комплекс. Кстати, они, занимаясь реставрацией, грубо говоря, когда начали копать, там куча стен выросла, которых под землю все уже ушло. То есть, если бы они с этим же подходом и в Биште подошли бы, то есть, не надо трогать, надо оставить. Оно так вообще в землю ушло бы. Поэтому там, где цельное что-то такое, башня стоит, там, где можно законсервировать, надо попытаться законсервировать. То, что уже невозможно консервировать, ушло под корень, не имею я ничего против, если у кого-то есть желание воссоздать и отреставрировать, но максимально приближенно. Но надеяться на то, что, грубо говоря, еще раз, когда-либо вот это вот абсолютно новое созданное попадет под охрану ЮНЕСКО, надежды нет. Потому что, еще раз возвращаясь, разговаривая со специалистами из Грузии,
Несколько лет назад там приезжали татарские специалисты, а у них есть огромный опыт, они при там, патронаже Шаймиева, когда-то вот Булгар весь под охрану ЮНЕСКО перетащили. Они рассказывали, когда специалисты, проверяющие приходят, то есть они когда документацию техническую, чтобы вы понимали, там нужно, там сначала как, там ты должен сначала национальное законодательство полностью пройти, а у нас топорится на этом. У нас топорится тупо на этом, потому что там полностью, у нас топорится на том, что у нас не все башни эти, там отведены участки, там кадастровые какие-то вещи, чисто на технических вещах. Когда полностью национальное законодательство исчерпывает, вот тогда уже ты переходишь, тогда ты уже доказываешь. Они рассказывают, когда специалисты приезжали, они говорят, на язык пробовали раствор. То есть они подходили, даже языком пробовали там вкус раствора, там из чего он состоит. То есть готовы ли мы к этому или не готовы, это большой вопрос. У меня в одно время была документация, которой мы на протяжении последних 10 лет занимались по этому направлению. У меня она сейчас где-то есть, где мы отправляли с Минкультом России. Все стопорится на том, что мы просим деньги для того, чтобы там провести историко-культурную там, экспертизу башенных комплексов, отвести там, и так далее, и так далее. Есть еще такие вопросы, насколько я понимаю, я могу ошибаться, я не претендую на это. Мы, чтобы там по ЮНЕСКО заняться, пытаемся весь заповедник, Джейраско-Асинский заповедник, протащить как под охрану ЮНЕСКО весь. С тем, что происходило и происходит там, мне кажется, эта дорога в утопию, потому что невозможно. Нужно попытаться что-то, что имеет первозданный вид, отдельным комплексом протащить, не ревнуя это, потому что если одно получится, получится и второе. Там с этим культурным наследием оно вот такое. Что касается того, в течение года есть такие легенды, есть поверья, есть, которые считается, что год давалось на то, чтобы построить башню. Если в течение года по тем или иным обстоятельствам не получалось его завершить, вынуждены были его остановить на том же уровне, поэтому у нас есть некоторые башенные комплексы, где изначально не завершалось. Есть некоторые башенные комплексы, где, допустим, пришлые люди были, имеется из других там, фамилий, родов, кто-то приходил, и ему не позволяли достроить до конца там, крыши перекрыть, чтобы он и его потомки знали, что это человек, который обосновался здесь как гость. Такие тоже моменты есть. Есть моменты, когда все знают прекрасно, что не было крыши у башни, но она сейчас появилась в том числе, потому что после проведения реставрации появилась крыша, все. Есть вещи, чего уже греха таить, мы знаем конкретно имена там, стариков, которые говорили, что все знали, что это, там, допустим, грубо говоря, не моя башня, но я, старик, говорю, говорите, что это наша башня, говорите, умрут те, которые это знают, и это забудется. Это вещи известные, это вещи, в принципе, понятные. Вот мы все смеемся, а оно потом становится это жесточайшей проблемой, потому что потом начинаются все эти стрельба, драки, мраки, там нормальные, хорошие, здоровые ребята погибают на фоне вот этих вот вещей. Главное вот этого избежать. На самом деле вот практически ряд причин, которые ты перечислил, я лично прошел, мы прошли в Ляжги, вплоть до того, что все знают, и в 1977 году Джабраил Чахиев написал курсовую о том, что это башня Путиевская, она находится в Ляжги, что она там одна из единственных, шестиэтажная там, и так далее, и так далее, и так далее. И буквально 2-3 года назад были люди, которые приходили и говорили, что это башня ихняя, там собирались старики. К сожалению, как ты и сказал, некоторые из них умерли, но они реально сетуют именно на эту проблему, что те, которые сегодня знают и могут доказать на словах, что она является там, того или иного тейпа, они уйдут, и потом можно будет эту территорию отжать. Это на самом деле удивительный факт, и просто удивительный касательно камней, которые ты сказал, там с той или иной части брали. Это вот Лежгинский, он тоже комплекс, там, хотя небольшие башни, кстати, вот Харсийская, она была недостроена, сегодня она достроена. И вот с Путиевской башней, что меня удивило, примерно года 2 назад мы начали эту работу,
там рядом поселился человек, ну, сосед наш живет, ему когда-то Хутиевы временно его отцу дали землю, типа Хакугут, вот, Сватя. Сегодня живет его сын, он уже взрослый человек, у него уже свои дети есть. И он, короче, захватил уже полгоры, прям по соседству. Что самое интересное, в одной из жилой башни он устроил коровник, а в другую жилую башню он складывал навоз этих коров. И вот мы в прошлом году там как-то правильно сказать, попросили, скажем так, убрать это все, они убрали, а от угла боевой башни в 5 метрах он построил бетонный навес. И вот ни одна организация наша ему не пришла и не сказала, почему ты это делаешь. И вот мы подняли этот вопрос сегодня, он не решается, пока мы даже предлагали этому человеку деньги, там 3,5 миллиона предлагали, чтобы он оставил это. Адам, если бы, знаешь, в чем беда сейчас заключается в том, что вот такие моменты практически везде сейчас присутствуют. Вот если бы это только... Извиняюсь, это все равно записывается. 1 300 000 предлагали, не 3,5 миллиона, чтобы потом не было разряда. Беда в том, что это все. У нас вот, 2 фамилии спорили по поводу этих башен. И в этот момент мы оказались с экспедицией. Мы-то с экспедицией. Если бы вы знали только, сколько к нам обращались на протяжении этих 5 лет с вопросом, вы в курсе, чья это башня? Вот чья это башня? Это самый популярный вопрос по отношению. Ни один раз мы в эти дебри не вошли, потому что мы понимаем, что это слишком опасные какие-то вещи. Мы можем подсказать какие-то там, то, что мы знаем, материалы там и так далее. Да, чего ж греха таить? Потрясающую работу, я сейчас не знаю, я не буду выдавать, наверное, секретов, потрясающую работу провел Тимур Агиров по этому. По карте горной. По карте горной. Ну, я знаю, что ничего подобного, у меня просто есть возможность, я видел эти черновые, все эти материалы, там какие-то вещи, там до сих пор он вот буквально неделями ждет, не выпуская, в том там и другие причины, но часть причин, потому что вот эти вот из-за этих разборов. Вот почему-то вот он пытается, он что говорит, слушайте, я из книги, из официальных документов возьму, но вы как-то между собой, вот эти вот наши склоки, наши вопросы не позволяют популяризации нашей же своей культуры. Я знаю, вот конкретно пример, когда он, бедный Тимур, это потрясающе, я вам честно говорю, но вот на Северном Кавказе точно в ближайшее время не предвидится вот такого профессионального подхода, такой профессиональной работы. Я просто знаю, я просто он это все делает самое главное. вот это я не могу, там и спонсорская поддержка есть, и часть, и мы готовы были, но Тимур сказал, что определенную часть там закрыть. Мы 2 раза, чего ж, сейчас можно сказать, мы 2 раза последнее, лично я готовил проект, мы когда 2 раза подавали на конкурс президентских грантов, подавали именно как раз таки под его, потому что для нас было принципиально помочь Тимуру. Ну, не получилось по гиду. Это я к тому, что яркий пример, когда наши эти моменты мешают выходу большой работы. Потому что там 2 фамилии грызутся между собой. Он говорит, я жду какого-то момента, когда они это сделают. Потому что вы-то, говорит, между собой как-то решите, он это не говорит, но я примерно его состояние понимаю. Поэтому... Можно вопрос? Можно. Есть ответ уже был закончен. Да. Вот вначале Джабраил сказал по поводу того, Джабраил сказал вначале, что народ, там, не знаю, люди, которые не знают прошлого, они не могут претендовать на будущее, да, или как это там, ну, я перефразировал, наверное. Близко. Да, ну суть примерно в этом. Вот что, у меня есть некий такой ответ для себя, почему, да, это важно. Хотелось бы узнать, вот почему мне, вот я сейчас живу тут в мегаполисе, кто-то учится, кто-то здесь живет, почему для меня важен Петроглиф, да, какой-то, который там, почему для меня важен какой-то, не знаю, какая-то там 4-створчатая или там, или просто там... Почему он должен быть для тебя важен? Да. Почему Вот что, важен? вот ты можешь затронуть мой нерв? Не знаю. Не к тому, что у меня этого нет, да? Я говорю, у меня для себя определенный ответ есть. Да, я понимаю. Но мне интересно, почему человеку должно быть важно, там, язык, почему ему должен быть важен, почему ему не должно быть важно там, какие-то там другие культурные какие-то нюансы, традиции, почему должно быть важно? Что можно сказать?
Ну вот на это изречение у меня есть тоже свое изречение известное, не мое. Не зная прошлого, невозможно там настоящее и будущее. Тут очень важно не наткнуться на второе очень известное изречение, гордясь своими предками, не лишая возможности своих потомков тоже гордиться. Потому что вот в погоне за тем своих потомков не надо лишать этой возможности. Соответствуй и ты в настоящем. Поэтому, когда извечен этот вопрос, когда мы говорим про прошлое, это не означает, что мы, лично я и ты, и мы все говорим, что не надо заниматься настоящим. Мы говорим о том, что это при правильном построении это одно другому не мешает. Вот в настоящем оно может быть в помощь, вот то, что происходило. Петроглиф, он может быть важен в разных аспектах Мустафа. Во-первых, мне лично интересно, вот представители нашего народа, наши с тобой предки, что-то договорили этим, правильно? Вот мне жутко интересно попытаться понять, что они хотели этим сказать. Это что, им делать что ли больше нечего было? Или они хотели до меня донести какую-то вещь? Может быть, в то время находясь, делая что-то, записывая что-то, они отвечали на какие-то вопросы, на которые я сейчас не могу себе ответить вот в этом обществе. Поэтому, изучая вот это и глубоко пытаясь понять то, что происходило вот через эту материальную и нематериальную культуру я, возможно, скорее всего, получу ответы на те вопросы, которые... Я не получу ответы там, сколько гигабайтов, но какие-то глобальные отношения к мирозданию я попытаюсь получить. То же самое и с языком же. Вот почему он нужен? Потому что язык же не столько, для меня он не столько средство общения, сколько носитель каких-то ментальных моих вещей. Язык формирует характер. Тому есть куча исследований. То есть, когда мы когда мировые ученые определяют понятие слова «нация», вот нигде нету кровь. То, что для нас самое важное, казалось бы, нигде, ни у одного ученого нету общности крови. Нету этого. Но всегда понятие «нация» присутствует это общность культуры, общность территории, общность языка. Поэтому для меня как инструмент сохранения, в том числе и нации. Один из таких ответов мой такой. Для меня это важно в первую очередь вот так, а не просто некая декларация того, чего этого. Но не можем мы понять, если мы, вот допустим, мне могут сказать, книгу присылают и говорят, а что означал этот? Если бы мы сейчас знали, что все это означает, это вот настолько громадная работа. Мы занялись только тем, чтобы визуально собрать то, что было. А следующие, более развитые, более продвинутые, более маститые, более умственно способные, они будут как раз-таки заниматься анализом, сопоставлением. Допустим, когда Беснов Газиков еще лет 10 назад закинул тему сравнительная мифология, когда он сравнивал какие-то сюжеты мифологические, ингушские и скандинавские, индийские, я помню, как к нему до сих пор вот так вот относится. Но сама идея-то его понятна. Может быть, конкретно каким-то локальным точкам мы можем я тоже могу не согласиться, но идея-то понятна. Вот вот это вот сравнительный анализ. По петроглифам ведь то же самое, по орнаментам то же самое. Оно ведь что-то означает, вот чтобы что-то вот ученому или специалисту потом, через 5 лет, через 10 лет, если это не собрано, он не сможет, ему не с чего будет сравнивать, потому что мы слишком часто натыкались на такие вещи, когда допустим, в советское время археологами описаны петроглиф, вот он говорит, вот на этой стене что-то есть и узор. Ты сейчас туда идешь, нету ни этого камня, все, оно развалилось, оно ушло уже. Вот наша задача сохранить, а потом уже анализом будут заниматься. Может быть, если успеем, мы не успеем, будут другие вещи, другие люди. И
Я очень еще один. Есть у нас время, да? Я просто. Есть. Да? Сейчас. Вот эту книгу тоже под эгидой университета она вышла. «Ингуши и их соседи в трудах немецких исследователей». В прошлом году она вышла. Важность книги заключается в том, что тут, допустим, там Рейнекса того же, Штейдера, Клапрата, переводы их были. Но это такой один из первых опытов, когда это сделали наши же. То есть мы всегда пользовались там чужими переводами, а тут была возможность этого перевода. Вот мы, когда мы говорим про нематериальное культурное наследие, я обратил внимание, допустим, вот танец — это нематериальное культурное наследие. Вот если я, допустим, там, мне нравится, когда танец, все это сохраняется. Я первый, кто говорю, что никакого отношения к ингушской культуре не имеет некоторые современные танцы, которые мы видим. Вот я первый, кто говорю, что вот оно не только там религиозным канонам противоречит, оно в первую очередь противоречит ингушской культуре. Некоторые какие-то вещи. Мы знаем это, да, это вымаливание, И вот в последнее время произошло, знаете, какое? Песенная культура абсолютно подменилась. Музыкальная культура 100% подменилась. То есть пришло то, что никакого отношения к ингушскому национальному никогда в жизни не имело. Вот это вот все, что мы слышим. Я честно могу сказать, в музыкальной культуре, в музыкальном именно наследии, то, что сделала группа ЛАМ, казалось бы, и в большей степени Руслан Аурвиев, наверное, все-таки как локомотив этого движения. Вот весь институт там, я даже не хочу сказать Министерство культуры, весь институт культуры с момента создания республики за 30 лет сделало меньше, чем сделала одна группа. Вот уникальное, что мы можем показать, вот то, что запоминающееся, то, что могут там представители других народов там цитировать, смотреть, показывать, это было то. А почему оно так создавалось? Я просто знаю людей, которые присутствовали. Пелось не просто там, напиши мне текст, это я могу, там, Нурдин Тимурзиев написал по мотивам, правда, записи Митрофанова, написал гимн Зурзуков, музыку. Я звоню Тачиеву Мухаммаду, говорю: Мухаммад, слушай, напиши текст, я тебе подскажу что-то, напиши текст гимн Зурзуков. Это я могу так сделать. Но люди, которые выходят на эстраду, они не могут, напиши мне хороший текст и выйти, и прописать, и пропеть текст, и не зная, о чем ты поешь. У нас был такой потрясающий случай, когда наша одна исполнительница, ей текст написали, хороший текст, хороший автор написал. И там есть такое слово кегирхой. Не очень такое слово, честно говоря, но кегирхой. Молодежь, грубо говоря. Ей написали, а она, кто-то ингушский знает, он понимает. И она поет кегирхой. На это внимание обратил Исаак Кадзоев. Я у Исаака Исаевича сидел, говорит: Владуха Жугаха сейчас, он говорит, кегирхой. То есть кегирхой — это молодежь, молодые, да. А кегирхой — это то, что бардак. Те, кто, грубо говоря, представители бардака. И Исаак Кадзоев сидит, слушай, ай, бадри от бабич кегирхой. То есть, или, допустим, выйти и спеть потрясающие слова, потрясающую песню, которую в свое время исполняла Рая Евлоева. Дедеки кичби авак, анат доккурдах калахейк, анти тоурыца, топыца, денылца, хайдыны баргишцы, дыни уагадил вак, анат певца. То есть мейрылца, мужеством, топыца, турыца, то есть там и копытами своего коня сотряси землю, он говорит. Красивый оборот, да? Исполнительница, хорошая исполнительница, которую я знаю. Но она не знает, она видела, что хорошие песни, и написали современную мелодию, музыку, и она поет. Тоурыца, топыца, денылца, хайнданна баргишца, дыни огдил вакант. Данными тебе глазами сотряси землю. Я говорю, это что? Это Тор? Или это что это? Но я тут вспомнил, как, допустим, группа ЛАМ. Не, хорошая исполнительница, я даже сейчас не хочу, прям талантливейшая, очень красивый голос.
Я вспомнил, как мне рассказывали, как, допустим, та же группа Лом репетировала, где они там в кабинете постпредстве сидели сутками, неделями, вычитывали этот фольклор. То есть они не просто и написали, и выходили, и пели, они вычитывали все эти сборники фольклорных песен, стихотворений и так далее, выбирали. Но просто там был человек, который рождается, наверное, один раз в столетие. Руслана Наурбиева, просто кому интересно, я его как-то все общедоступные песни выслушал. И знаете, в чем прикол? Я не нашел ни одного звука, даже случайно неправильно произнесенного. Ни буквы, ни слова, звука. То есть, чтобы вы понимали, у нас есть проблема там в грамматике, когда мы на ингушском языке, в грамматике мы пишем так, читаем так, поэтому зачастую и молодые люди начинают вместо «ири» говорить «ири», потому что там вот эта буква «у» стоит. А «у» стоит, потому что когда-то в 20-30-е годы пытались изуверовать ингушский язык, создать из него некий войнарский литературный язык, и нашими же учеными предлагалось внести туда, чтобы его унифицировать, приблизить к чеченскому, внести туда два звука, тюркских звука «ю». Вот таким образом туда вместо законного слова «ири» попало «ири», вместо законного слова «кильки» попало «кульки». «Ю» не прижилось в язык, в грамматику, «ю», потому что абсолютно противоречит ингушскому языку, а вот «у» осталось. Даже этих звуков нету неправильно произнесенных, поэтому это потрясающий пласт. Но мы удивительный народ, который умеет профукать то, что есть, а потом, когда то, что уникальное свое есть, оставить, взять ширпотреб, от которого, в принципе, не то, чтобы там чуженародное взять, а от которого и остальные отказались, и носиться с этим ширпотребом, а потом, когда ты говоришь, а почему ширпотреб этот используют, а у нас же другого нет. Как нету? Вот я сейчас вам просто маленькую деталь зачитаю в этой книге, из этой работы. Рейнекс описывает на конец 18 века, то есть 230 лет назад, описывает ингушский танец. Манера танца киста, по-видимому, свойственна лишь только ему, ибо ни один народ Кавказа не подражает ему в этом. То есть уникально, он говорит. Все присутствующие сидят в большом кругу, поют, и под грохот нескольких свирелей, волынки и свист некоторых господ, молодые крепкие танцоры приглашаются для того, чтобы показать свое мастерство в честь этого дня. Затем, в зависимости от настроения, танцоры всегда один за другим выполняют различные опасные трюки и позы. После того, как теперь различные танцоры под всеобщими громкие выкрики повторили одно и то же, они подают друг другу руки, поют, затем танцуют в длинных рядах. Зачастую они в большой ловкостью растягиваются в круг, открывают и замыкают этот круг, завершают, наконец, именно теми же опасными трюками, как и начинали. Кстати, здесь описано, что когда женщины танцевали, потому что от чужих мужчин, чтобы быть скрытым, находили слепого музыканта, чтобы слепой музыкант для них играл в отдаленной отдельности от женщин, массовый там женский танец. Ну, тут описывается. Достаточно подробно описанный танец даже. Вот, если я вам сейчас чисто из всех, если взять все, не в укор ансамблям, все ансамбли республики, и просто спросить, вы в курсе, что вот такие вещи в деталях описаны? Как вы думаете, примерно сколько человек, сколько солистов, в том числе имеющие звание народных, там, будут это знать? Но меня, когда я читал этот текст, я просто хочу на примере показать, как мы избавляемся от своих вещей. Вы ничего не... Посмотрите, под грохот нескольких свирелей. Щидоль ГЭС. То есть в танце, который у тебя описан, на конец 18 века присутствует инструмент, свирель. В республике на данный момент нету ни одного человека, который профессионально играет на свирели. Невозможно. Вот звук свирели, музыка свирели, это считается такая горная музыка, там у нас свистящая. Поразительная вещь.
Этот танец наши тоже пытались как-то сделать, но больше он похож на Казбегури, на вот они вот, как он был описан, смыкаются, потом размыкаются. В общем, такие вещи. Но абсолютно потерять инструмент, который у тебя учеными зафиксирован. Одна из самых главных наших сюжетов нардского эпоса. Помните про Кула и Канта и Сеска Солса, когда там Сеска Солс пришел, там обманул там сестрой, там эти вопросы были, и там увел его отару, при этом предварительно съев его там козла. Это эпос уже, это не научные какие-то записи, а эпос говорит о том, что... И как Кула и Кант дал о себе знать, он его связал, и вообще и они ушли. Как Кула и Кант давал о себе? Он из голени этого козла продырявил и начал играть наподобие вот как раз таки свирели, начал играть музыку. Эту музыку там в келье услышала жена брата и сказала мужу, там играет печальную мелодию, с ним что-то случилось. На что муж сказал, что с ним может случиться, вот, с ним никто не сравнится никогда. Тот продолжал играть, то есть в мифологии, в эпосе осталось, в афоризмах осталось. Там на ингушском вы 1000 раз слышали, а я сейчас назову, вы, скорее всего, многие не знаете, мне это Кадзоев Иса недавно сказал. А пячки это есть подобие, пячки по рассказам Исы Кадзоева, это привозили раковину там, С моря. Привозили и туда вот как раз вот эту вот штучку там, или там, перья, вот это вот стебель, или и дули, и в общем выдавали эти звуки. Их очень много, начиная от примитивных, которых делали из гусиных перьев, заканчивая там яблок зурмлех алыш хазад. Это же то же самое. Это же это поразительно. Инструмент, который у тебя есть в науке, сохранился, есть в эпосе, есть там, везде он есть, а мы от него абсолютно отказались. Вот это поразительное чувство, когда я бывал несколько раз в Грузии и разговаривал с солистами ансамбля Сухишвили, всемирно известного ансамбля. Но они ведь, репертуар Сухишвили, любого другого ансамбля, он же сразу не становится. Есть какая-то угловая вещь, центральная вещь, и они на этом центральной вещи делают какую-то свою изюминку, и дальше уже начинают какие-то вещи делать. Но есть у тебя изюминка, а ты говоришь, у тебя нет, вместо этого, вместо музыки какие-то другие вещи приходят, вместо потрясающих текстов. Кстати говоря, можно по-разному относиться к литературе советского периода, но для ингушской литературы это золотой век ингушской поэзии. То есть именно в поэзии, я не говорю за прозу, но в поэзии мы за последние 30 лет близко не написали там стихотворения, похожие на стихотворения там, Осмиева, Яндиева и каких-то таких вот вещей. И вот таких примеров куча. Поэтому есть тут вопросы, конечно же. Мы любители радикально избавляться от этих вещей, вместо того, чтобы исправлять. Даже с этим танцем, с этими же какими-то такими вещами было то же самое. Вместо того, потому что всегда мы пытались и пытаемся как-то остановить этот процесс. Лично мной был инициирован пару лет назад, я был зампредседателем районного совета депутатов, и у нас у муниципалитетов есть право законодательной инициативы. Я смог протащить закон, у нас в России где-то у 6 регионов только этот закон о нематериальном культурном наследии. Там поддержали, мы под конец, мне несколько месяцев оставалось до срока полномочий, до завершения. Мы сделали решение райсовета, протащили в парламенте, сделали как раз таки для таких вот вещей. Для чего? Не просто там что-то сохранить, а хотя бы санализировать уже на государственном уровне, дать понять, это является традицией или не является. Это есть нематериальное культурное наследие наше или не есть. Мы же миллион раз слышали, когда нас собрали в Министерство культуры, я как раз представитель культуры и говорю, вы же любители рассказывать, что в ингушском танце женщина не может поднимать руки выше уровня плеча. Вы это говорите. Это особенность ингушского танца, особенность.
в ингушском лозере имеет право танцевать замужние женщины? Не имеют права, вы это говорите. Правильно, правильно. Это особенность, потому что у некоторых народов имеют право танцевать. Разведенные женщины имеют право, не имеют права танцевать. Мать с сыном могут вообще в ингушском танце танцевать? Нет, конечно, не могут, с точки зрения ингушского танца. Это вообще прям, когда я это недавно, в прошлом году увидел, меня осенило, я начал спрашивать у Исикадзоева, у других, у Накостоева, у Мережкова. Нет, конечно, это же вообще... Отец с дочкой тоже нет, насколько я знаю, да? Нет, Вообще конечно. просто Танец, какие-то это танец, да брат с сестрой даже не должен это делать. Это особенности. Так если это особенности, давайте изучим это. Деньги давай, еще это актуально. А? Деньги дают. Я об этом целые записи делал в Инстаграме. Я об этом делал записи. Никогда в жизни это было оскорблением для ингушской женщины, когда в кругу танца, когда ей давали деньги. Но мы же, надо же должно отдать, мы же это сейчас делаем не потому, что нам плевать, а потому что мы не знаем, зачастую многие не знают. Мы как раз и целый закон под это сделали, поднормативные акты потом создали, там Министерство культуры приказ издал, и больше года назад собрались мы, и вот с тех пор больше совещаний не было. Я сейчас думаю, что опять пора их немножко растеребить, потому что купить на несколько десятков миллионов инструменты музыкальные важно, наверное, но важнее, вот по примеру нашего проекта мы и говорим, то есть мы же могли выкупить там и купить истинги и положить эти ковры, а можно создать специалистов, которые будут эти ковры уже сами делать, поэтому мне кажется важнее обучить людей в этот весь цикл. Не всегда есть плохие примеры. Есть очень хороший пример с этим Министерством культуры. Кстати, это замечательно. Они создали программу, в программу внесли, по-моему, при обучении детей в фортепиано, в обязательную программу в нашем там, колледже и так далее, внесли как раз-таки на какие-то курсы обучение на примере национальных некоторых мотивов. Это хорошие ходы, а есть абсолютно отвратительные ходы с тем же там пением и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я всегда настаиваю на том, что на базе сохранения, на волне сохранения материального нужно сохранять и увеличивать нематериальное культурное наследие. Что творится с танцем и современным, это прям поразительные вещи. Кстати говоря, нужно отметить, в этом плане очень хорошо себя показывают адыгские народы сейчас. Вот именно адыгские народы, посмотрите, где бы они ни были, на каких-то фестивалях, на каких-то уличных, там это настолько организовано, вот на это даже критикам вообще танца с точки зрения там, религиозных канонов и так далее, вот это выглядит не так отвратительно, как этот. Балкарцы тоже, кстати, я последнее, просто я был свидетелем, как адыги, это прям. А у них, оказывается, программа, насколько я понял, есть, где профессиональные танцоры, они в какое-то время просто выходят во дворы и обучают, как это делать. Поэтому где-то на фестивалях, когда начинается лозер, это не бывает там хаотичное, а строго организованный круг со строго организованным тамадой, где никого не надо закидывать в танец, где выход, не выход. Мы же вообще потеряли. У нас как? У нас вообще с точки зрения ингушского танца вообще девушка должна была в клуб первой выходить. Мы же это вообще потеряли. То есть это же воспроизведение жизни, как будто она с кувшином пошла за водой. Ее выход означает не то, что она вышла танцевать сразу. Ее выход означает, что она вот появилась, и уже дальше он выходит. Это мы тоже абсолютно потеряли. Поэтому вот какие-то такие вот вещи очень важные, мне кажется. О них можно очень долго говорить. Я прошу прощения, если есть вопросы. Я предлагаю, да, может быть, если у кого-то есть вопросы, давай. Ну, это по теме, у меня две темы. Первая тема касаемо башен и реконструкции и так далее. Ну, как Жайбархуновый Барханя, это родовой башен. Там два комплекса.
есть, которые уже максимально разрушены, и тот, который еще виден. А если из них один хотя бы реконструировать, то второй под ЮНЕСКО все равно попадает. Надо посмотреть, что вы будете под ЮНЕСКО. Под ЮНЕСКО вообще можно там отдельно взятый могильник и отдельно взятый Нет, надо посмотреть, как он у вас зафиксирован. Там, допустим, там же есть документация. Он у вас как общий комплекс, там в Архане зафиксирован, или же как отдельные объекты они зафиксированы. Там же есть целый реестр, есть республиканский реестр, есть потом федеральный реестр. Допустим, тот факт, что, допустим, если в Бейне, помните, с этими камнями, если бы он не находился в реестре, вообще в республиканском, то есть говорить о уголовном, какое-то дело, и говорить о уголовном деле было бы невозможно. То есть почему важно было, чтобы они находятся в реестре, потому что тогда было уголовное дело. Поэтому это надо посмотреть по документации, как он у вас идет или не идет. Это общий комплекс. И потом, когда вы будете, допустим, поверьте мне, до ЮНЕСКО пока нам далеко. Я еще раз напоминаю о своем вопросе. Не до конца для себя даже отвечено лично мной, это нужно или не нужно, нужно ли за этим бегать. Я считаю, что в этом направлении нужно идти. Не так давно у нас был руководитель комитета по туризму. Мы как раз там это тоже обсуждали, ЮНЕСКО и так далее. Но сегодня эти башни они разрушают. И стоит ли реально ждать? И сколько примерно, в твоем мнении? Я же как раз говорил об этом. То есть нет, исполните хотя бы региональное и республиканское законодательство. Проведите хотя бы, понимаешь, там зачастую что бывает? Там бывает, что зачастую нужно просто дерево спилить, которое вовсю разрушает твою крышу. Я реально могу показать примеры, где оставьте эту реставрацию, уберите эти деревья, уберите эти там портящие соберите этот мусор. Там какой-то угол падает, подпорку этого угла сделайте. Вот пока мы это будем делать, пока мы будем останавливать этот процесс разрушения, мы в этом направлении как раз таки идем. Поэтому тут вопрос как тебе сказать, не в попытке все быстро сделать, все не испортить. Потому что если ты один раз испортишь первозданный вид, вопрос даже не в ЮНЕСКО, просто не хочется портить этот первозданный вид, понимаешь? Новодел, он в любом случае бывает виден даже визуально, что это новодел. Вот человек новодел, ты видишь, что это новодел. Поэтому надо идти в этом направлении, максимально остановить сейчас разрушение, и по пути, конечно же, идти. ЮНЕСКО это не самоцель, как ЮНЕСКО за именем. ЮНЕСКО это как некая планка охранности объекта. То есть, когда мы говорим ЮНЕСКО, мы даже можем не дойти до этого ЮНЕСКО, но пытаясь соответствовать этой планке, это же охранное. Чтобы ты понимал, это нужно, чтобы там, когда про заповедник, чтобы там... Ты понимаешь, что средний объект, который входит в реестр ЮНЕСКО, там посещение туристами, там была цифра сотни тысяч, там есть объекты. Эти сотни тысяч, эти башни, мы создали инфраструктуру, оберегательную инфраструктуру, когда эти сотни тысяч туда попрут, грубо говоря, я говорю, чтобы сберечь эту инфраструктуру, чтобы сберечь эти вещи. Вот когда, чтобы ты понимал, когда в 80-е годы был план строить железную дорогу с Грузией, там же почему противовес пошел, в том числе. Экономически это потрясающая вещь для нас была бы. Да потому что если туда попрет, особенно с теми технологиями 80-х годов, если начнут бурить эти и туда попрет это движение по поездами, ты же там ладно, в Бархане не попадет, но где-то же он должен будет пройти, по Асе он пропадет, там Яги Галаш или там что-то он зацепит этим брожением, этим там вещами. Такой комплексный вопрос. И последний. Я дополню его вопрос, касательно ЮНЕСКО. Сегодня мы находимся примерно в такой ситуации, но гораздо меньше, что по идее наши все сейчас галочки переданы федералам, да, скажем так. И при этом, опять же, примеры, с которыми я столкнулся, масал алис на вине
Я приехал, увидел эту башню, вижу, что ее разрушает скот, потому что она находится прямо в селе. И скот, весь скот утром и вечером проходит прямо по территории этой башни. Там прям комплекс этих башен. И, соответственно, там разрушается это все. Ну и скот, понятно, что селу нельзя донести, там, сказать, что скот надо там, по другому пути пустить, потому что это культурное наследие. Для них по барабану, как вот сказал Анзор, да, что там, с другого места брали башни, там, брали камни и достраивали там другую, возможно, более молодой объект. А мне как-то один из людей сказал, инструменты, когда мы там работали, говорит, инструменты давай, говорит, в жилой башне оставим, говорит, если она одна осталась такая полная жилая башня, мне, говорит, оставим, какую-то дверь приделаем, говорит, там, к ходу. То есть это историческая ценность, он хочет к ходу приделать дверь, представляешь себе, и хранить не инструмент. Я говорю, была бы моя воля, я говорю, ров сделал бы, бензином залил бы и поджег бы, чтобы никто из вас не подходил туда, говорю. Вот прям это вот то, что я им сказал. Что касается вот ЮНЕСКО, да, то, что ты задал вопрос, и то, что вот брат сказал, уже в примерах. До начала этих работ я, соответственно, звоню в наше правительство, там, отдел культурного наследия называется, да, там. Я им говорю, ребята, говорю, ну вот такая ситуация, говорю, ситуация очень критичная, в любой момент эта башня может обрушиться. Я говорю, какой у нее статус? Я горжусь, что это как бы ингушское, да, ну, для меня это более там наследие ингушей, да, там, ну и к счастью она тоже Хутиева, да. Я ему говорю, какой статус у этой башни сегодня? Он говорит, она самая высокая считается и самая красивая считается. По каким-то данным их. Я говорю, хорошо, окей, если такой статус есть, давай, говорю, что-то сделаем, чтобы сохранить ее. И она единственная башня, у которой был подземный лаз до родника. Он прямо рядом находится, там 5-10 метров. Что делало ее практически там неуязвимой. Можно было там до 40, до 50 дней, а зная ингушей, наверное, там полгода могли осаждать, имея воду. Не надо было выходить туда. Год ровно я добивался от них какого-то результата, чтобы туда можно было приехать, чтобы с этим соседом можно было какой-то вопрос решить. Ничего не решилось. Более того, человек мне говорит, если вы там что-то на территории делаете, то мы можем завести на вас уголовное дело. Откровенно он мне говорит, получается так, государство ничего не делает для этого памятника, для его сохранения. А я знаю, что не раз выделялись средства на их восстановление, тоже сказали, из госорганов мне об этом сказали. Но при этом ты говоришь, я извиняюсь за ингушский язык, за французский язык. Он мне говорит, я слово в слово практически передаю. И после того, как я плюнул на все, поехал туда и месяц там жил, и огородил эту всю территорию, там это сделал. Местные люди начали приходить, говорить, что я там закрываю территорию. Там. То есть то, что они разрушали там до этого времени, им по барабану было. Они не чувствуют этого исторического наследия. И с этого ракурса вот, вопрос Мустафы, он был невероятно ценен для меня. Который я вот сам себе даже сейчас сидел задавал. Как понять ценность этого всего? Какую ценность имеет тот же петроглиф, да, какую ценность имеет наша бывшая одежда, какую ценность имеет наша культура, вот та же самая галаш, да, там. Ну, для меня, как же опять же Анзор сказал на работах Берснаха Газикова, да, вот о том мифологию, которую он приводит, иногда у нас был, кстати, он у нас был прям в постпредстве, он рассказывал эти все. Иногда тебе кажется, ну, нереально это что-то притянуто, да, там, например, там, вот эта девушка, да, Ио, да, Аламетал, Йо, да, буквы совпадают и так далее. Возможно, в чем-то ошибается, возможно, что-то притянуто за уши, а возможно, что-то является ключом к чему-то сверхъестественному. Например, да, мы все прекрасно знаем, что в горной местности там проводилась трепанация черепа без анестезии, да, там много лет назад. Ну, об этом рассказывают, говорят об этом. Возможно, какой-то петроглиф. В начале 20 века даже проводилось. Да, возможно, какой-то петроглиф является ключом к этому. Что касается, например, одежды нашей, да, это пока человек не поносит эту черкеску, он не поймет, что это за, ну, это, скажем так, это не просто одежда, это целый свод правил, который человек, мужчина, тогда должен был носить, и сегодня бы не помешало носить.
Я много раз там в обществе говорил, у меня там 2 черкески, да, и вот этот тонкий пояс, он выделяет даже самый маленький лишний вес, назовем его, да, там, мягко говоря, мужчины. А тогда было стыдно иметь живот мужчины. И это говорило о том, что человек, ну, бездельничает, грубо говоря, мало ведет подвижный образ жизни. Что касается газырок, да, в которых был порох, ну, элементарно, да, выстрелить надо, да, там. А в этом же не только этот смысл, в нем же большой смысл. Это было средство защиты твоей от падения чести, от сохранения, ну, свою семью сохранить, свою честь сохранить, свой там поселок, город, оказать первую помощь нуждающемуся. Всегда рядом был кинжал, этот пояс как бы не снимался, да? Всегда рядом был. В этом сакральные смыслы, о котором, как Анзор сказал, мы сегодня не понимаем, как можем пойти в пятерочку, купить еду, прийти приготовить ее, мы не догадываемся об этих вещах, но в нем огромный смысл. Что касается теперь языка, да, это третья стезя, например, там, Италия, да, там тоже много разговоров об этом идет, там, Италия, Итал, да, Италия, там, на территории Италии действительно находится 10 вулканов, действующих 10 вулканов. Кто-то скажет, Адам придумал, да, там, я не говорю, я не претендую на то, что все языки произошли от ингушского, нет, но я претендую на то, что ингушский язык сохранился более, это показывает башни, это показывает история, когда там нас притесняли, мы уходили в башни, и там никто нас не мог достать. И там, вот, опять же, Анзор говорит, очень много подземных лазов есть на территории горной Ингушетии. Очень много подземных лазов. То есть большой протяженностью, да? Ты же мне рассказывал, помнишь? Есть. Или я вру себе. Вот. Опять же, атлет, да? Атлет Сегвес. Атлеты, они были крепкие, было легко. Сейчас я в другую степень, подожди. Чтобы была ясность, про Италию атлет не рассказывал. Да, не он рассказывал. Я к чему говорю? Опять же, вот то, что там до этого мы говорили, опять же, с мифологией связано. Эти вещи, они, возможно, там притянуты за уши, да? Но никто сегодня не исключает то, что оно есть. Например, с той же Италией, да? Возможно, здесь вопрос в другом. Почему оно совпадает там? Это другой вопрос, в этом нужно разобраться. И то, что Анзор говорит, великолепно, неоценимая работа заключается в том, что они сегодня это зафиксировали, не пытаясь разобраться в каждом петроглифе, да, который там могло бы занять 100-200 лет, и мы бы все остальное потеряли бы наследие. Например, опять же, касаясь там нашего тейпа, Хотинян, у нас есть там старейшина, который описал древо нашего тейпа. Никто другой этого не делал. Там, да, у кого-то есть свои ветки маленькие. А он взял, весь тейп собрал и описал. Сегодня для меня это невероятное наследие. Я его взял в электронном виде, сделал. Сейчас хочу туда фотографии поместить, понять, какая самая ранняя фотография есть. Мы поняли, когда первая перепись была населения. То есть в этом плане вопрос, как донести ценность этого для нашей молодежи, для сегодняшней, оно мне тоже не сразу открылось. Я не с детства с этим рос. Да, там, оно мне там открылось лет 5 назад. Я начал понимать ценность. Я пришел, посмотрел на эту башню, я понимаю, что сделал этот ход, да, там, нематериальная ценность, как Анзор говорит. Это, неоценимая вещь. Там мы вчера вот с Димой разговариваем, у нас член команды есть Дима, он играет на банданионе. В России 4 человека всего играют на таком инструменте. Пандер Бакасхохкуш, короче, Аламет Ляд. И вот он стоит, крупную сумму стоит. Там, почти 1 000 000 рублей, например. И я ему говорю, ты готов, говорю, его, там, например, сегодня вложить в бизнес, я тебе предлагаю бизнес, я тебе каждый день буду платить за это, говорю, 100 000. Он говорит, нет, говорит, не готов. Для меня, говорит, его ценность, говорит, гораздо выше, эмоциональная ценность, да, гораздо выше, короче, чем его физическая стоимость. И вот это как донести до молодежи сегодня, это вот очень большой вопрос. Адам, в этих вопросах главное не перебдеть. Вот сравнительная грамматика, Тина Дзакаева в споре в Осетии, там знаменитый спор идет по алановедению между основной группой синских ученых и Тиной Дзакаевой. Она очень интересные вещи рассказывает, там с Мадиной Тезиевой, у них вот спор такой был, она приводила
момент, она вот сравнительная грамматика языков, она может иногда показать какие-то похожие слова в нашем языке, где-то в каком-то африканском народе. Это не совсем, не всегда говорит о том, что есть культурные связи между двумя народами. Не всегда есть какие-то связи. Я когда-то тоже спорил в интернете, где мне доказали, что, ну, в шутливой форме, где мне говорят, вот знаменитая там гипотеза, Лондон это там, эстонский город, потому что Лондон, там вода там, и так далее. Я сходу сказал, ну, не буду же я там на этот вопрос отвечать там научными какими-то там длинными. В интернете, в Одноклассниках когда-то лет, сколько назад, лет 10-15 назад. Я говорю, хорошо, а Германия наша тогда, а почему Германия? Ну, Берлин, я говорю, Берлин, ребенок ходил. То есть не всегда, есть, не всегда, есть совершенно вот про то, что Адам сказал, это тоже говорили. Есть вот то, что Берснг делал, вот сравнительный анализ, он показывает потрясающие вещи. Главное этим научно заниматься, научно и профессионально заниматься, а не на таком уровне. Возвращаясь к башням, у меня был один спор между двумя, до сих пор он сохраняется, фамилиями. У меня близкие друзья и те представители и тех, и других. Мы в этот период, когда там спорили по поводу принадлежности той или иной там башенного комплекса, той или иной фамилии, мы в этот момент оказываемся с экспедицией именно в этом. Мусор, навоз, все что угодно. И мы с этой экспедиции вернулись, я обоим говорю, слушайте, ну они-то не спорят, там, у них-то нормально все, говорю, слушайте, вы знаете, что вы бы оставили это и вместе все собрались бы, я говорю, все человек, там, 1000 человек, там, не знаю сколько, несколько сотен, пошли бы, я говорю, и провели бы субботник, и вычистили бы все это дело. В процессе этой работы у вас, наверное, возможно, вы к какому-то консенсусу больше пришли бы, чем через интернет, когда вы материте и деретесь друг с другом. Поэтому нам бы через такие примеры подходить к этим вещам. То, что она, и в том числе башенная культура, не изучена, совершенно очевидно. Мы ведь видим только то, что на поверхности. Археологических работ в Горной Ингушетии не проводится, уже десятилетиями не проводится. Там последний раз пытались где-то в районе Тхаба-Ерды. То есть это же, мы ведь то, что видим только там, не знаю, ну, позднее средневековье видим. А то, что ушло там вниз, в советское время проводили, раскапывали некоторые там склепы. Там же реально находят, иногда в некоторых могильниках находили женские платья с там, тройным, четырным слоем шелка. Ну, чтобы вы понимали, в средневековье иметь платье там со слоями, шелковыми слоями, это нужно... на какой вопрос этот отвечает? Так, значит, чтобы это иметь, тебе нужно быть или богатым, или ты чем-то... Если ты был настолько богатым, ты, значит, чем-то занимался. Если ты занимался, а чем ты мог? Может быть, какие-то руды были, может быть, еще что-то было. А может быть, вот это вот расположение географическое, там, торговые пути. То есть, изучая это не есть самоцель просто там похвастаться. Это есть ответы на какие-то вопросы, которые чисто теоретически, еще раз повторяю, могут быть полезны нам сейчас, в сегодняшнем мире. Но с таким очень профессиональным таким подходом. Пока этого подхода, к сожалению, нет у нас ни на науку, ни на это... средств не хватает. Да даже даже само общество не готово. Грубо говоря, на сар, на садака мы готовы сиюминутно потратить. Я ни в коем случае, это очень важный момент, человека не обвиняю, мы готовы потратить миллионы, но на науку, допустим, грубо говоря, на культуру мы не готовы. Есть конкретные там группы лиц, которые это делают периодически. Мы не готовы. То есть вкладывая в науку, мы же понимаем, это не сегодняшний выход, то есть тебе сегодня, возможно, там, спасибо не скажут. Это вот долгосрочные вот, какие-то такие вложения и вещи. Вот пока к этому мы не готовы. Бехкамбах. Еще вопрос. Да. Касаемо, вот вы-то, Адам, получается, ты тоже этим сталкивался. У нас же в Бархане, как мы знаем, вообще далеко в плане от дороги, если подниматься вверх, нет, ближе к скале. Ну, лодка ура, а мы сейчас ура ехал. И даже ты будешь, получается, лодкой буду экбал, потому что эти калай, Барханение, чуть-чуть
даже, ну, если на 100% делить эту дорогу, 40% мы поднимаемся и там располагаемся. Кача. Нет хаусбулушка, нет Разрешение, каба, тигич хажвес, там хажвес, заповедники территории не есть, там, несколько этих. по-моему, именно вот эта часть заповедник Эрзи не включает. По-моему, Джерахско-Асинский заповедник, а их и Удмуртсон. Мальцагу, он типа, видите, Мальцагу. Мальцагу, Ты у него спроси, он тебя дальше Не-не-не, направит. есть, нет бахкушханчилт, там нужны эти разрешения. Но надо начать с Джейрахско-Асинского заповедника, потому что сами башни у нас заповедник Эрзи, только природный заповедник. Я сейчас не готов ответить именно вот этого часть. По-моему, заповедник Эрзи, вот по этой дороге, все, что касается левее, там Тергим, там Уза, Тхаба, Ерды, Яои, по-моему, в Эрзи заповедник входило вот в это. Вот там очень тяжело. Потому что это федеральный заповедник, и федеральный заповедник из-за этого там были. Какие-то случаи Нихбяхка, допустим, по-моему, в Гадаборш Нихбяхка бурдуккайватс. То есть они старые подровняли, сделали, или же это совсем новая дорога? Я не могу ответить, но я был... Там, скорее всего, была дорога, но она очень, на ней очень сложно подняться. Мне кажется, нужно чуть-чуть подождать, и если верить фильмам 90-х годов, то скоро могут эти летающие эти появиться. К тому моменту, когда если есть принципиально, вот Адам Зяхаштай пары на бюрократические вопросы, ответ должен дать тебе 2 заповедника и 1 управление по охране памятников культуры. Управление по охране памятников культуры, которое как раз этими разрешительными документами занимается при правительстве Юнанс. Зарахов Махмад Яхашев возглавляет даже. Это Зарахов Магомед. Это управление и 2 заповедника. Джейрахско-Асинский и Мальсагов, и заповедник Эрзи. Эрзи это федеральный природный заповедник, там Межуев. Вот какие документы, с чего начать, этот вопрос, это вопрос к ним. И последнее, по поводу мифов, о том, что вы говорили. Опять же, на той встрече это обсуждалось, что, например, эти же туристы, есть экскурсии, например, которые с Владикавказа, туристы приезжают в Владикавказ, Чечню, их отправляют, их перечень там пути, да, куда их возят, да, их экскурсоводы, от Ингушетии. Да. Они к нам их привозят, у нас наши все показывают и увозят. То есть мы теряем туристов, грубо говоря. Оплата идет к ним. И там поднимался вопрос по поводу того, что придумать, если их нету, или если они есть, но в большей степени уклон был на то, что придумать мифы, но так, чтобы вот наши экскурсоводы взять там целый класс, обучить их, завязать мифы в каждой там территории. Нет, хорошие. Чтобы привлекать туристов и тем самым поднять туристическую привлекательность. Потому что, ну, мы знаем, да, на какой встрече это говорилось? Это у нас просто по работе. Да, и даже вот в метро есть станции, где там скульптура стоит, есть миф о том, что, мол, ты потерешь и будет все круто. У нас... Типа этого. Я понимаю. Есть ли у нас книга, где это уже есть? Нету книги специально написанной под там туристов, мифы. Есть целые антологии ингушского фольклора, где собраны и легенды, и сказки, и сказания. Целые антологии, по-моему, там 8 или 9 томов антологии ингушского фольклора, где все это собрано. Это есть. Есть книги, сказания, даже в электронном виде. Нету простых решений. Вот когда, то есть вот для экскурсовода сборник мифов, вот этого нет. Наверное, не знаю. Вот почему бы не, если этим можно решить какой-то вопрос, как раз и постпредство совместно с Комтуризмом могли бы этим заняться. Допустим, мы тоже предлагали, когда у нас вопрос стал со Столовой горой, когда, то, что турист туда идет, это уже хорошо. То, что мы не создаем условия и не создаем не то чтобы препоны, какие-то узловые моменты, где мы как раз и должны все это рассказать, это, извини, наши только проблемы. Я как раз тоже в правительственном совещании, как общественник, когда был приглашен, я тоже ставил вопрос. По Столовой горе, когда стал вопрос. Начиная от Бейни до момента, до пика. 2 ингушских флага ты видишь на пике и на изгороди
или на изгородь просто посмотри, в каком состоянии. Кто виноват? Вообще кто-то нам виноват в этом вопросе? И ободранный этот флаг от ветра, ветер виноват. На нормальном флагштоке того, что мы не поставили. Я как раз предлагал, слушай, на этом пути не надо запрещать туристов. Кто-то горячие головы говорили там, не надо запрещать. У тебя же куча вещей, связанных со Столовой горой. Да даже если мифы вы не знаете, напишите эти сюжеты из 8 веков, как туда он поднимался, как туда он делал. Напишите сюжет из Исы Кадзоева, там, про Ахмеда Хучбарова, когда он там эту свою будущую жену отвел туда, прятаясь там от врагов и так далее, и так далее. Но на пути, там же долгий путь, 2,5 часа, пускай у вас красиво оформленные какие-то сюжеты будут, пускай что-то, но не напоминает на всем. Конечно, ну вы идете, можно, вот там есть узловые точки, которые ты проходишь, допустим, ты на Седловину заходишь, там какие-то эти направления, и нужно идти туда, налевее. Если вы, кто-нибудь был на Столовой горе? Вот когда мы идем налево, там штакетник такой, проволока, и там место, где мы по этим скальчикам только в одном месте можем пройти. Ну поставьте там красивую импровизированную арочку с надписями и так далее. Это же как раз таки без проблем может Комтуризма сделать. Там неплохие. Им больше нечем. Это то, о чем ты говоришь, я человек далекий, я понимаю, что это первое, что я сделал. Вот ты сейчас, если поднимешься на Столовую гору, Руслан, ничего ингушского тебе, кроме там архитектуры, кроме самой Столовой горы, кроме ободранного флага где-нибудь там на промежутке, напоминать не будет. Вот одна вещь. Вторая вещь, наши же гиды, их малочисленность. Но вот на встрече как раз он говорил, что вот как человек, который вот всю работает, там, он очень много... Не, я тоже могу только... Потому что это тоже проблема. В плане руководителя, я как Минтуризма, комитета туризма, в плане него я точно могу сказать. Нам что-нибудь мешает сделать там тот же экскурсионный маршрут, повести во Владикавказ, рассказать, там, показать, вот где-то в этом месте был Ингушский национальный научно-исследовательский институт. Здесь был обком там партии, здесь там жил этот, здесь жил, в этой квартире жил Идрис Базоркин. Здесь в этом месте была табличка, что жил там руководитель то-то, 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 Черноглаз, которого убили там-то, там-то, там-то. Куча вещей. Мы же можем повести в Даргавс и рассказать, что в этом склепе были найдены остатки по ДНК, по всем анализам, там, Цуровых, Ляновых, там, и многих других. Вот в этих вопросах, в первую очередь, вопросы только в нас, а во вторую и в последнюю очередь в других вещах. Нам надо быть более детально. Я помню, я знаю примерно, о чем ты говоришь, когда там мы, даже, вот, опять же, по-моему, этот шухер опять мы поднимали, когда там Зауров Махмад наш был свидетелем того, как заезжали там целые группы туристов и рассказывали всякие бредни, которые никакого отношения к этим горам не имели. Мы поднимали, опять же, в интернете, там ставили этот вопрос, но формально и государственных органов есть куча, на этих этапах это можно пресечь. Администрация есть Джайратского района, есть там хорошие представительные органы, есть. Какой-никакой заповедник есть. Комтуризма какой-никакой есть. На каждом из этих этапов можно где-то что-то понемножку сделать, чтобы этих вопросов не возникало. А у нас там, предлагают радикально там Бахбиш Хачпит, Хачибехти. Пускай заходят эти туристы и расскажи, пусть там, грубо говоря, я сейчас ни в коем случае не но пусть сотрудники там заповедника, отвечающие инспектора за посещение тех или башен, пускай подпишут договор с Комтуризмом. Грубо говоря, примерно пускай Комтуризма или там наши занимающиеся этими партиями, не надо им запрещать. Пускай они хотя бы знают массово, какие потоки будут примерно. И примерно мы же знаем именно в каких, они же, допустим, грубо говоря, в Фолхан Томич Бахцарыш, это бах, невозможно. Мы же знаем, куда, допустим, туристы водят. Узловые точки мы же знаем, где они останавливаются, каким башням они подходят, где им эти лекции читают.
Пусть у тебя там на месте находятся твои же инспектора, твои же люди, 1, 2, 3 человека. Пусть дежурят, и все, 1, 2, 3 раза, если какие-то заезжие, какие-то группы туристов будут на месте хозяева, и будут все это рассказываться, будут на месте, и следующий, 10-го раза уже не будет. Это то же самое, когда на Столовой горе там крест понесли, но его же не на вертолете туда когда-то повезли, его же прям по всему Джейранскому району через Байни и протащили и ставили. Все же видели, все, чтобы ты понимал, в Джейранском районе, даже когда с этими камнями в Байни, вот чтобы ты понимал, я же не представитель правоохранительного органа, чтобы там доказать. На второй день я знал фамилии. На второй день я знал фамилии. На второй день в моих ушах были фамилии, которые назывались Изи Вуэздяряхш. А Даал, Алишаца, доказать, все знают. Особенно в Джейранском районе все знают. Все сидят в бинокле. Поверь мне, я тебе очень потрясающую, смешную историю расскажу. Я вам сейчас так смешную историю расскажу. Есть там Ахриев Махмад, потрясающий охотник, Кутру Алцина, потрясающий охотник, путеводитель. Это прям разбирается в местах прям потрясающим образом. И мы должны были наскальные сооружения, у нас они выложены, наскальные пещерные сооружения, и у него не получалось, и мы к нему в дом поехали в Джейрахе, а у него там телескоп дома стоит, прям, вся эта там Кистинская долина, по сути, Армхи это неправильное название, там есть и Исропола Сампиева, законная статья по этому поводу, это историческая Кистинка, по большому счету. Ну вот все видно. И он мне показывает, я и Зауров Махмад как раз был, нам показывает, вот туда вот еще, туда пойдете, там, а он профессиональный охотник, он рассказывает на путь примерно пеший на полчаса. Полчаса, ахса, тогда вот еще. В итоге это было для нас 5 часов. Ну, он показывает, а там у нас на сайте эти фотографии, пещерное сооружение в Хех-Уалцинах, заложенное камнями, бойницами, окнами, в общем, сооружение наскальное. И, в общем, он нам показывает, чтобы вы понимали, это другой конец, два конца ущелья. Это другой конец, через телескоп нам показывает. Как это называть? Через бинокль. Труба, да? Да, труба. В общем. Мы идем с Магомедом на машине. И пешком идем. Пешком идем 1,5-2 часа. Ну, в пути устаешь, и мы сидимся так, я пью воду, а то облака, то это. И звонок Магомеда. Анзор, у него голос такой. Вот там, где ты сейчас сидишь, метров 50 влево уйдешь, вот там это находится. Аллах смеется. Сошел с метра, и ты смотришь, ты понимаешь, что ты под прицелом. И он-то замечательно, он предупреждал, там, облака сейчас идут, будьте осторожны. Он сам не смог пойти, он, наверное, переживал просто, чтобы мы не заблудились. Но это к вопросу о том, что происходит в Джейранском районе. Все там видно. Поэтому там есть другие вещи. У нас есть и другие примеры, когда извне там делают кучу плохих вещей, но просто чтобы начать решать проблему, нужно начинать решать то, что зависит от нас, а потом мы до этого тоже дойдем, мне кажется. А комплекс Google, Яндекс, картах есть? Да. Есть? Звезды. Прям отмечен, там есть там? Не, он прям на дороге, Эгикала, правее, чуть выше лежит. Комплекс есть. По этой дороге я рассказывал, потрясающая дорога, так и называется, Барханой, Ниркали, Уалцинов. Вот это с Малой Файхан, кстати, это вот нашим общим другом, когда мы по этой дороге, по этой дороге мы шли. У нас есть куча, вообще в нашем обществе есть замечательные истории, смешные, когда мы, допустим, у нас есть друг, член общества, Дауд Хашагульгов, и мы как-то с ним вместе пошли в Лейми. Лейми тоже потрясающая, красивая, грациозная башня стоит. Это по-другому. И ищем петроглифы в Лейми. Для него принципиально найти. В общем, искали в Лейми все, что угодно, и один кружочек только нашли.
И он такой, знаешь, ну в полушутка, конечно, проходит год. Через год мы оказываемся в Мухул. Вот Мухул, это Хатейп Галажи. Мы оказываемся в экспедиции, тяжелая экспедиция тоже. Часть в Мухул мы пошли, часть там Кашет пошли, часть Колбха. А у нас как? У нас рации там и так далее, фотоаппараты. А в Мухул я знал, это не новость для нас была, там на башне, на входной, на арочном камне, там большой там знак стоит. На плите это целая надпись есть, я не знаю, что это обозначает. Я даже у себя дома сейчас, когда основание там, раствором мазал, я специально эти там, узоры сделал. Там есть целые на плиту надписи из петроглифов. А есть арабские надписи, в общем, разные вещи есть. И потом мы все обратно соединяемся, садимся кушать уже на обратном пути и показываем фотографии. Он, вот смотрит, а он же помнит, что время он ничего не нашел. Он фотографии так смотрит, я говорю, вот Мухул там. Так смотрит, говорит, слушай, говорит, это ваши предки, по-моему, ничем не занимались. Сидели, рисовали тут, сидели, бездельники были. Ну, на ингушском, конечно, калрит, на шиндаржим там, я рисунку даже мах, кадеш хамдуатуш, бя моцун яхаш. Вот такие какие-то такие вещи, они кругом происходят. Бывали случаи, когда собрались в экспедицию и, в общем, кто-то боржоми брал с собой стеклянные бутылки на экспедицию в 20 километров. Ты говоришь, я понимаю, что боржоми, но почему стеклянные? Ты же мог пластмассовые взять. А он просто не знал, он не был просто. Он должен был знать, что через 5 километров по горным дорогам бутылка стоит. Вот это лишнее, вот честное слово, когда ты устаешь в горах, вот это, когда у тебя находится где-то оно лишнее, ты чувствуешь всем телом, что это лишнее у тебя находится в руках. И ты ищешь повод. Зачастую ты оставляешь вещи, сумку, что-то, чтобы на обратном пути. Но зачастую бывает, что ты уже на обратном пути по другой дороге, ты уже физически не можешь идти. А у нас вот на этой дороге, когда мы были, мы очень долго шли, мы когда возвращались с фонариками, вернулись, там Вагикал машину оставили, и когда мы вернулись, там пограничники полностью оцепившие, там передернутые автоматы стоят, ну, затемненные периоры стоит сутки практически, а мы пошли, и они говорят, что вы там делали? Мы говорим, ну там башни есть, ну там нету башен, говорит. Знаете, что еще бывает, когда ты у проводников спрашиваешь, у охотников, которые, как правило, охотники были везде, и ты спрашиваешь, гал, ягодцы, они тебе говорят, ягодцы. Потому что для них гал это что, массивное, какое большое стоит. А для нас любой остаток, любая какая-то вещь, она же такая, возвращаясь к той, там, 2 часа назад, то, что мы говорили, когда вы занимаетесь полевой работой, когда ты идешь не по накатанному, а идешь там вслепую, есть есть с большим процентом вероятностью, что ты что-то новое найдешь. Вот зачастую так бывало, когда мы без проводника шли вслепую. Ты же не знаешь, куда ты, и ты идешь на ощупь. Ты находишь, вот туда же, когда мы собирались, мы же на храм, который стоит на Цейламе шли, в оборот. И шли на Цейлам, но пошли вообще по другой дороге, которой там никто не идет. И нашли кучу сооружений, пещерных сооружений. Вот с бойницами, с залатанными камнями, там хозяйственные какие-то сооружения, куда там, где там отары там держали и так далее. Были оборонительные какие-то вещи, которые нигде в науке нету, но и ты их находишь просто потому, что ты был. Я прошу прощения, Бог понадобится. Азур, один вопрос тут есть. Какую литературу посоветуете тому, кто хочет выучить историю нашего народа? Хотелось бы узнать про достоверные источники. Про достоверность источников это такая же тема, как про достоверность всего остальное. Вам придется, какой бы источник ни читали, обязательно найдутся. Желательно читать, конечно же, первоисточники, но чтобы я вам не рассказывал, начните вот с этого фундаментального труда, который под эгидой НИИ выходил «История Ингушетии», есть целая книга под авторством. Обязательно туда, когда вы читаете, там есть тоже какие-то моменты, просто на первоисточники, на литературу смотрите. Очень часто бывает, что первоисточник не совпадает с интерпретацией автора. Иногда это по ошибке, а зачастую это бывает сделано специально. Когда ты, допустим, это что касается этнографии, очень сильно бывает, когда ты читаешь переводы наших же ученых на русский язык,
элементарно перевод не соответствует. Тот же Исрапл, я его часто цитирую, потому что он в последнее время очень фундаментальные научные статьи написал, очень важные статьи про гидронимию, там название, там про этноним, про вот это вот кисты, что это такое, абсолютно исчерпывающий ответ он дал. И он такой показательный пример показал, когда он взял текст из эпоса, этнографический текст взял на ингушском языке и отдал 3 специалистам языка перевести. На На русский язык. на русский. Абсолютно разных 3 перевода. Абсолютно разных по смыслу 3 перевода, современные 3 люди, которые хорошо знают язык, не попал же. И самое удивительное, он говорит, он показывает, самое удивительное не то, что они разные дали, самое удивительное, говорит, что, ну вот, показывает, говорит, ну вот прочитай это, говорит. Там, где написано там 7 братьев, оказывается там другое число. Удивительным образом в этих переводах, в этих каких-то толкованиях мы вольности допускаем. И это отчасти потому, что чтобы перевести научный текст, надо знать не только ингушский хорошо, надо знать и русский очень хорошо. Вот, такой специалист должен быть. Поэтому этим должны заниматься профессиональные лингвисты, а не любители. Я могу как любитель на ингушском языке говорить, там, говорить, там, популяризировать, там, призывать людей, на кого-то это возьмет. Но лингвисты, это должен быть суперпрофессиональный подход. Поэтому читать первоисточники, вот я как выпускник ИСТФАКа могу сказать, что очень часто бывает, что ты читаешь в книге какую-то вещь, открываешь первоисточник, там по-другому. Или часто это потому, что интерпретация автора такая, часто это непрофессионализм автора, часто, зачастую, бывает специальные не те переводы тебе даются. Поэтому первоисточники, вот этот фундаментальный труд истории Ингушетии, эта книга продается. Там уже с этой книги переходите в литературу, в сноски, в исторические источники, на источники, на какие-то труды максимально близко к первоисточнику. Я до того момента, как не стал какие-то вещи, первоисточники читать Чаха Ахриева, я был крайне критично настроен к нашему одному из первых ученых ингушских. Когда начал уже читать какие-то вещи в первоисточнике, начал понимать, что нет, тут не надо Ахриева обвинять. Надо еще понимать, что он, будучи современником, писал какие-то вещи. Поэтому максимально первоисточник. Тот, кто мифологией, тот, кто этнографией интересуется, антологией ингушского фольклора, там приведены. Всегда оставляя момент на то, что там будут неточности. То есть всегда держа в голове, что есть какие-то вещи, которые нужно перепроверять. Особенно касается трудов советского периода, потому что, вы понимаете, там отношение такое было, все подвергалось цензуре, поэтому какие-то вещи тупо убирались. Там, где четко написано, допустим, кисть, там, ингуш, зачастую там в войнах писалось, там, или наоборот какие-то вещи. Эти вещи нужно проверять. Вот ответ вот такой вот. Анзор, еще один вопрос у меня, похожий с тематики. Я слышал, что и даже примеры видел, когда фальсификации исторические, они делаются очень растянутыми во времени. То есть, условно, пишется труд 100 лет назад, там прям явные ошибки, им легко современники смогут опротестовать какие-то вещи. Но потом через 50 лет пишут другую книгу, которая ссылается на этот. Потом через еще 50 лет уже сегодня пишут книгу, которая ссылается на эту, говорят, что это ссылается на это. То есть получается целая цепочка лжи, в которой уже тяжело разобраться. Вот с этим как-то кто-то борется? Очень мало. Я вот тех ученых, научных представителей, которые я сегодня называл, 100% убеждены, это их не просто теория, они на фактах рассказывали о том, что начиная там с начала 20 века закидываются зерна, потом там в советский период Волкова пишет, ссылаясь там на это, а ведь фамилии разные, но
А школа-то одна, она переходящая, просто направление, и иногда государственное направление на изучение истории, оно просто передается друг другу. Поэтому и школы передаются, и ты можешь что-то там Далгат писал, а здесь вообще ингуш по национальности пишут, но это одна и та же школа. Иногда, не всегда это специально, но, допустим, те же ученые, о которых я говорю, убеждены, что это специально делается. Это настолько кропотливый труд, чтобы это вычистить. Вот Сампиев этим занимался на примере статьи, я точно скажу, на примере статьи, есть такая тема, локализация акинцев в Дарьяле, там у него статья есть посвящена. Вот он как раз и занимался этим. Вот ему пришлось не просто на основе источников написать статью, а вычищать и проверять, как бы мы ни хотели, наших же авторов. Вот именно в рамках этих статей он как раз-таки приводил примеры, где идут то ли специальные, то ли не специальные подлоги, в переводах. Он говорит, а вот на ингушском языке это ведь так написано, а вот здесь так. Эти потом ссылаются ошибочно на тех. Вот яркий пример, как вычищалась эта статья, очень хорошая статья, там просто тот, кто целенаправленно занимается, я потом могу рассказать, почему это важно было. И вообще для исторической ингушской науки. Делают очень редко, очень мало, опять-таки, потому что мало профессионалов и мало то фундаментально. Это большой труд, просто он очень много времени требует, понимаешь? За это время люди предпочитают там отсюда собрать, там все диссертацию какую-то написать, чем вычищать там того же, грубо говоря, не знаю, Далгат, допустим, кучу вещей написал про ингушскую, да, этнографию, историю. Он взял и написал чечено-ингушские там сказания, сидя в Армхи, сидя в Бейни. Невозможно, нет, я ничего против не имею, просто сидя там, записывая стариков, там, бейнинских, джейравских, армхинских, невозможно написать ни дагестанских, ни астинских, ни чеченских, ни карачаевских, а книга вышла вот таким вот образом. Тебе надо его вычищать? Надо. А чтобы его вычищать, тебе перекрестный анализ надо устроить? Надо. Чтобы перекрестный анализ, а если ты еще и попытаешься найти черновики, что мы не хотим делать, мы очень инертны в этом направлении, ты себе не представляешь, какой это большой труд и большое время. Вот чтобы, как правило, это ведь люди, которые занимаются, когда я про Дзурдзуков рассказывал, когда мы там боремся с какими-то вещами, помимо этих вещей, общественных вещей, это все на общественного начала, за эту зарплату не платят. Есть же своя работа, которую ты должен делать, и ты кучу времени должен тратить, чтобы выискивать, выпрашивать. Эта проблема существует, она 100% есть. Очень мало людей на данный момент этим занимаются, потому что это очень большой труд и зачастую неблагодарный. Знаешь почему? Потому что на основе этих вещей написана куча диссертаций, наших же специалистов взрощено. Почему, допустим, мы очень ревностно относимся к проблеме, когда мы поднимаем вопрос о реформировании ингушской грамматики, ингушского языка? Это нормально, что грамматика меняется, то есть в современном мире она должна меняться. Но наша проблема нашей грамматики заключается в том, что она не только с учетом современности должна подвергнута там, реформированию, а заключается в том, что она изначально, когда создавалась, в нее искусственно, вот когда вы основание делаете, и проходит десятилетия, она начинает разрушаться. А тебе говорят, оставь, он так есть, ты все сломаешь, ты вот строй дом. А я говорю, слушай, не могу я уже дом не идет у меня. Трещина пошла уже, потому что вы сюда запичкали всякие иуны, всякие там абсолютно присутствующие ингушские звуки, короткое там кто-то недавно в какой-то ватсаповской группе пишут ладно, если бы не было этой разницы звука в ингушском языке. Она была, и звук был. Короткая А была, она короткий. Но с должен тебе ответ говорят, слушайте, это нормальная вещь, когда в грамматике и в других грамматиках, когда пишется так, слышится так. Вот в русском языке у нас там мягкость, там мы говорим, там позиция Исы Кадзуева
вставьте туда мягкий знак, там, там и так далее. Противники говорят, ну оставьте в русском языке. А что вы все время с русским языком? Потому что два разных языка, из двух разных семейств языков вы сравниваете, ну, из-за каких-то политических наших вещей, реалий, в которых мы находимся. Чем мы с этим-то связываемся? Нехотение, нежелание, потому что это большой фундаментальный вопрос. Будут и противники, искренние противники, и сторонники. Но это надо на уровень вытащить и разбираться. Допустим, я за то, чтобы там вводили эту короткую, вводили этот мягкий знак. Потому что уровень обучения сейчас в школах, уровень сохранения языка на том состоянии, на том уровне, что чисто на этих уроках в школе ты не проедешь. Потому что тебя сопровождает полностью. Почему мы эти маленькие, мелкие, сейчас мы искренне радуемся своим, мы имеем отношение к этому. Сейчас потихонечку в Ингушетии начинают появляться магазины с ингушскими названиями. Не просто там с топонимом и так далее. Ну и конкретно на ингушском языке. Для нас было принципиально, когда мы тики написали. Магазин Истинг мы написали тик. Сейчас там лор кто-то пишет, там церги лор кто-то пишет, там потихонечку это вот начинает появляться. Зачем? Чтобы через все эти моменты. А я вот сейчас, когда был в городе, когда этот дизайн-код города обсуждался, там, в технических вопросах я не разбираюсь, я сходу сказал, слушайте, вы и так будете название там менять. Напишите на центральных улицах, пусть это будет на ингушском языке. Пусть, когда там, хантейпау, когда мы говорим, фуалы, духам, ну лучше, вот просто обратите внимание, что берег дахатуф хантейпау, судударов вуал. Мы уже сейчас забываем говорить вот эту фамилию на своем языке. Судударнян вуал. Хантейпау, амянга, хутиева, дадите среднестатистический, хутинян вуалцу. А когда ты ему где-то там, это не глобальный вопрос, за это там премию давать не надо, но пусть в этих маленьких моментах вот этого ребенка сопровождает это яхас. Пусть он идет в больницу, там будет написано это дарбанчи. Пусть он идет в аптеку, пусть он на 10-й раз только на это обратит внимание. Мы и в дизайн-код это втащили. Мы и в райсовете Шолочхан Шукашал, Ауша Макка это поддержал, тогда она была вице-премьером, надо ей должно отдать. Мы протокольно на топонимическую комиссию республики зафиксировали, что вновь придаваемые там наименования улицам, таблички обязательно дублирование на ингушском языке. Вообще не дублирование, а вперед от Яндер в соответствии с Конституцией, потому что у нас в соответствии с Конституцией, с конституционным законом о государственных языках ингушский русский лад, а не русский ингушский. Ну хотя бы продублируйте. Я могу точно сказать, вот по этому дизайн-коду, когда мы обсуждали совещание, на совещании местные чиновники, молодой парень, перспективный, умный, такой солидный, говорит, я говорю, вот там туристы, кто-нибудь придет, его уровень мышления был, я не говорю, что он не прав. Я просто говорю, что в каких-то маленьких моментах мягкий знак «Ачтул изяхас». Один из последних вопросов, если можно, я задам. У нас, к огромной моей гордости и радости, сегодня здесь есть 3 человека, которым очень нравится культура ингушей. Собственно, Дима, к сожалению, ушел. Но у нас осталось 2 сестры, алхамдулилля, которые уже давно, можно сказать, недавно, не надо говорить, приняли ислам, алхамдулилля, но более того, еще увлекаются культурой ингушей. Можно вам задать вопрос? Чем вам ценны или интересны материальная или нематериальная культура ингушского народа? Было бы приятно услышать взгляд со стороны. На мой взгляд, это в любом случае самое достойное, что может сделать человек, принадлежащий к определенной нации, это беречь и хранить свои традиции. И меня с первых моментов, когда я только начала знакомиться с ингушской культурой, меня восхитило их количество, их красота. И чем больше я узнавала и сейчас узнаю, тем
больше это меня восхищает. Я думаю, что это как бы я со своей стороны уже как бы чувствую себя, ну, это не мое по крови, да? Частью. Сначала про кровь, что момент крови упускается сейчас, да, это не мое по крови, но человек вполне может чувствовать родство с тем, что вызывает уважение, достоинство, красоту. И я считаю, что это нужно всеми силами стараться беречь, насколько это возможно сейчас. Поэтому я смотрю на это с восхищением. Ты сейчас еще ходишь, да, на уроки английского языка? Нет, сейчас нет. Ну, Гар ураж можешь произносить без проблем? а что это? Или гаргаш? Гараж? Не можешь. Пусть это будет домашнее задание. В 2018 или 2019 участвовали на МФ-20 лет? Да. Да, я думал, где-то видел, что Да, даже я вот читала когда статью. приняли участие, да, в депортации мероприятие было, тогда я помню, да? У нас в языке, Бехтенбахтыш, у нас в языке вот наличие буквы Г в языке, вот вы не представляете, как грузины его носят на блюдечке. Потому что архаичные звуки, гортанные звуки, они, как правило, более архаичные. Когда они еще наличествуют в языке, народ их пытается сохранить. Потому что чем современнее язык, тем он и проще, потому что отсутствием, как правило, сложных, архаичных звуков. Они в ингушском языке все еще присутствуют. Там которых ты вытаскиваешь не просто из ротовой области, а прямо из гортани. Это очень сложно, даже мне сложно, потому что мои собственные племянники, там, их отец там прям, они жили здесь, в Москве. Реально, это пример, когда он семью отвез домой, потому что уже язык 100% практически уходил. Поэтому, если уж начали, то не оставляйте с этим. Помогло ему то, что он отвез? Местные говорят, на русском начали говорить. Нет. Подошла ко мне, меня на телевидении это спросили, у меня старшая племянница, так мы разговорились, я ее вытащил, мне она откровенность, и она говорит, вот Анзор, говорит, вот Дади вот, нас же вывел, она в Магасовской школе, она откровенно сказала, вот в классе ни один человек на родном не разговаривает. То есть нет, помогло то, что они уже более находятся в нашей уже среде, в семейной, потому что у нас и мои родители, и там братья, вот с ними разговариваю. Ну, школа совершенно точно уже нет. Я более того скажу, у меня племянница, дочка старшего брата, старшая дочка, она язык сейчас только выучила. Когда она язык учила, у нас дома с ней разговаривали только на родном языке. Она феноменально на красивом ингушском языке разговаривает. Как только, не то чтобы детский сад, нет, она не ходит, как только они живут в квартирах, на квартирном доме, как только они вечером начали выходить на улицу, она сначала вот это вот почувствовала, потому что там дети на русском уже разговаривают. Она думая, она же не знает его, она думая, что они разговаривают на каком-то другом языке, начала издавать какие-то звуки специально против них, говорила, то есть она не знала. И потихонечку появились уже другие слова. Но там другое, у нас сноха прям с места их. Честно могу сказать, у меня 3-летняя, там, грубо говоря, племянница знает в 10 раз больше английских слов, чем я. Она там показываешь. Устав, чип, бэр, овца, бэр, вот она передает. Ну, этому есть исследования, кто-то считает, что нельзя так нагружать, но есть там исследования, что ребенка можно в детстве загружать, он может не сразу заговорить, но основание ты закладываешь 100%, это неплохо. Там Черниговская об этом говорила в интервью с Познером. Ничего страшного, забивайте. Поэтому с языком вот такая вещь. Еще раз повторяю, для меня важность языка не столько как средство общения, средство коммуникации, сколько ментальная особенность.
Потому что я вижу, когда в Магасе как-то сидел, когда этот ребенок говорит на ингушском, он по-другому говорит. Он говорит там, мам, я не хочу, там как-то так, когда там плакливо как-то. А когда он на ингушском, вартсу там и так далее. Поэтому там есть какие-то ментальные особенности. Вот для меня что важно. В первую очередь, а не просто там сохранить там какую-то средство коммуникации. Я скажу, что мое изучение ингушетии началось с 2012 года. Когда я начала изучать ингушетию, я начала ее изучать издалека, очень издалека, за 10 тысяч километров отсюда. Я изучала ее только тем возможностям, которые у меня были, это, скажем, интернет и тех, кого я, скажем, как-то знала. Ты была в Америке, да? Тогда? Да. И первый раз я поехала в Ингушетию только в 2016 году. То есть я 4 года изучала чисто то, что я могла, собственно, лично найти. Я, конечно, больше иду в направлении депортации, это моя самая любимая тема, вот, и я очень много времени потратила на изучение именно этого аспекта. Но депортация, она не может сосуществовать без культуры, которая была до этого, поэтому это одно как раз-таки заключается в другом. И так как я режиссер, сила этого, так как я собираюсь снимать фильм о депортации, для меня основная цель это именно сделать его на ингушском языке, исключительно. У меня уже было, конечно, неоднократно диспуты с людьми, зачем, почему, вот, и многие с этим люди не согласны, вот, но у меня категорическая точка зрения на этот счет. У меня единственное, даже сегодня появился вопрос, скорее, это только тот человек, который сможет монтировать этот материал, потому что не зная языка, вот, например, сталкиваюсь, когда мне приходится монтировать какие-то видео на ингушском языке, то это бывает сложно, если ты этого, не знаешь язык. То есть это, наверное, единственный вопрос. Все остальные вопросы, я считаю, это принципиально, то, что это должно быть на ингушском языке. Потому что много есть фраз и выражений, которые на ингушском языке, при том, что я не являюсь носителем, я знаю прекрасно, что они выражают намного больше. И благодаря тому, что я смотрела фильм и на кабардинском языке недавно, кстати, перед пандемией, и на многих других языках, мне часто задают вопрос, кто это будет смотреть. Я могу сказать, что очень много людей будет смотреть, потому что тут дело не в языке, а в актуальности самого вопроса. А вопрос он актуален, и почему он актуален? Потому что если геноцид евреев был выведен на такой уровень, что в нескольких странах мира, городах построены музеи, об этом говорится, сохранились концлагеря, проводятся экскурсии, и люди об этой трагедии говорят на весь мир, и весь мир заставили оплакивать кинематографом многочисленными картинами, прямо список Шиндлера и так далее по списку, то эта трагедия затрагивает не меньшее количество людей и немалое количество, я считаю, также погиб. Но касаемо именно горной части, это вообще моя отдушина, вот, и я также очень активно следила за Тимуром Агировым. Вот. Я, честно сказать, вообще первоначально, когда увидела проект, это для меня было просто таким счастьем, потому что я знаю, какой это невероятно огромный пласт, который это очень тяжелая работа. Так как я сама знаю, что такое камера, это, во-первых, это тяжело физически, морально. И мне всегда было очень обидно за Тимура, когда я читала о том, что как-то люди это не поддерживают. В плане как, то есть сделать репост, это понятно, сегодня для многих это помощь, но иногда помощь нуждается, требуется более глобально. И да, к сожалению, сегодня вопрос языка, он очень остро стоит. Но мне кажется, у этого немного другие спектры, почему это так. Вот. И, кстати, хочу прокомментировать, что есть две программы на iPhone, по-моему, может быть, они работают также на Android. Одна детская программа, которая игра, где ты изучаешь слова также. И есть более, где там истории небольшие, которые идут с озвучкой, и можно их читать. Так что Или за мотива, да, скорее всего, озвучка. Я не знаю, кто их озвучил, я просто знаю, что... Да, но это, кстати, очень неплохое, скажем, начало для... Ваша тема депортация, она же перекликается очень сильно. Дело в том, что депортация – это трагедия не целого народа в том плане, что даже для культуры, потому что на депортации оборвалось, прям носители оборвались, и технологии, техники оборвались, и ведь оно ведь по крупицам только вот то, что осталось, переносится. Даже с этими же коврами, с этими другими вещами. Есть же куча вещей, которых туда понесли, привезли и так далее.
Да и больше тут и наступают другие, наверное, лучше даже сказали бы, и даже психологические отпечатки депортация оставила. Не всегда, не то, что это не есть хорошие или плохие, это просто есть объективные вещи, которые в сознании народа уже остались, и они передаются, к сожалению. Некоторые вещи мы и сейчас не можем изжить из себя. Какие-то опасения, какие-то другие вещи, она сохраняется. Поэтому депортация это такая тема. Я бы очень хотел бы посмотреть, конечно, ваш, когда он будет, мне будет очень интересно, потому что до сих пор я не видел, чтобы про депортацию делали именно с уклоном туда, как на судьбе народа в целом, а не на конкретно не на трагедиях конкретных людей, потому что это можно описать, это можно в принципе сделать, это да, а вот на судьбе народа, на психологических моментах это очень важно было, мне кажется. Поэтому вам огромнейшей удачи, вам спасибо за то, что вы... Я бы сказала, я называю это день X в истории Ингушетии, потому что это все как раз таки делит на до и после. Будучи ингушом, он помнит в его детском сознании. Он говорит, когда я у казахского этого мальчика отобрал там, хлеб где-то в школе, говорит, он когда на меня посмотрел, сказал ингуш, я пошел и побил его. Вот такие вещи, депортация делалась народом, такие вещи. Это был ребенок, который... Я понимаю, о чем. Ну это так, это чисто из моей семьи. Спасибо. Я не того, что это плохо снимать, а ввиду того, что я немного в этой сфере, то очень сложно это просто ужас. Потому что не все ингушские фразы можно легко передать тот смысл, который на ингушском мы можем легко высказать, можно перевести на русский и донести то же самое. Я из-за этого. А так, конечно, я просто считаю, что нет такой цели конкретно прям, просто и так как русский язык и ингушский язык, они все равно разные. Вот даже фраза банальная, да, ах ты бог, да. По-русски, если бы это было, наверное, кратко, это сказать удачи, да, или да, благословит тебя Всевышний, но у нас же в русском никто не говорит, благословит тебя Всевышний, редко бывает, да, только если среди общения мусульман. Но в Ингушетии же это, скажем, это глубокий, для меня лично, когда это желаю, это не просто там удачи тебе, а реально какой-то более, там есть у вас две невесты, которые напутствие, которые там определенный ряд фраз, которые просто сейчас не могу перечислить, да. Поэтому я считаю, что я смотрела фильм на кабардинском, и многие в этот момент после фильма кабардинцы говорили, вот тут есть какие-то моменты неточности. Да, но я предпочту лучше потерять в паре фраз, чем тотально во многих фундаментальных фразах, даже, может быть, я слышала историю о том, что было сказано фраза «нас не повезут туда, где нет Аллаха», да. И сказать это по-русски, да, она сильная фраза, но все-таки по-ингушски она более колоссальная фраза. Вот, я уверена, что если ты это увидел на экране, оно для тебя было бы фундаментально сильнее, чем просто когда нас не повезут туда, где нет Аллаха. Да, она по-русски хорошо звучит, но это не во всех фразах так сильно выражается то, что можно выразить на родном языке. Ну это, по-моему, вот вопрос для пример, какой... который Анзор показал, вот даже с ребенком шикарный пример показал, да? Когда он по-русски говорит, отказывает маме, и когда на ингушском говорит, абсолютно разные два. Тут вопрос, для какой аудитории фильм снимается. Если это больше для носителей языка, чтобы они больше понимали. Я просто объясню, почему, опять же, хорошо, я тогда объясню, почему должно быть на ингушском. Дело в том, что 44... Это сегодня, приезжая в Ингушетию, я могу спокойно разговаривать на русском языке, и вы меня все прекрасно понимаете. И сегодня, приезжая в Ингушетию, где бы я ни находилась, прекрасно буду понимать на русском языке. Но если бы я приехала в 43-м, это было бы фундаментально сложнее искать человека, который вообще говорит по-русски. И не то, что даже говорит по-русски, грамотно говорит, да, по-русски, скажем так. И когда ингушей, значит, когда к ингушам пришли русские, объявили, многие даже не поняли вообще, что им говорят, о чем идет речь. Несмотря на то, что даже некоторые синхронно переводились, но в домах же оставались женщины, которые в 90% случаев просто не понимали, что русские солдаты им говорят вообще. Когда перевели ингушей в Казахстан, вас перевезли в северный Казахстан, это в основном степи, люди, опять же, в большинстве случаев неграмотны. Они не говорят по-ингушски, они не говорят по-русски. Вы не говорите по-казахски и не говорите по-русски.
получается коммуникация практически нулевая, накладывающая на это эффект того, что в Казахстане им как бы за 10 лет примерно до приезда ингушей был жесточайший голодомор. И это повлияло на казахов, которые пришли и сказали: ребят, вам едут людоеды. И это повлияло на то, что они воспринимали. Ага, к нам едут людоеды, зачем нам с этими людьми вообще какую-то коммуникацию выстраивать? И, соответственно, раз языка общего нету, нет возможности как-то с людьми даже общаться, и опять же, благодаря тем же самым детям, которые быстрее обучаются языку, чем взрослые, да, дети быстрее обучались, и появлялась хоть какая-то коммуникация, способ общения. А и той стороне, и той хотелось на самом деле выговориться, и тем было что сказать. Но так как языка не было, это для меня важно показать контраст вот этих трех на тот момент языков, и казахов, и русских, и ингушей. И только сегодня, скажем так, русский настолько распространен, и то, как бы, все равно не сказать, что всегда грамотно, но все равно распространение, оно больше в мире. Баркалхов. Это Тогда на этой прекрасной ноте закруглим. Если острых вопросов больше нет, то всех остальные обсудили. Единственное, у меня одна просьба будет ко всем, кто пришел сюда, чтобы все, что мы сегодня обсуждали, не осталось в стенах этой комнаты. Большая просьба, как корни прекрасного дерева, распространяйте эту информацию, работу, проделанную этой командой, да и вообще все, что у нас болит сегодня. Как Анзор говорил, если мы сегодня сами не возьмемся и не будем это делать, я на личном опыте, опять же, это понял, к сожалению, это все не сдвинется с мертвой точки. Сегодня мы можем сидеть и ждать, и пока они что-то сделают, ну, я думаю, это не сделают, до сих пор не сделали, там, навряд ли, ЮНЕСКО зели федеральные, зели республиканские, зели молодых. Адло, вейдиш, авей адло, цанадиш, разбрасываться, все даже максимально, могут ходить из отсюда, شيء شلون بركل شلون دير دول شلون قصبارة شارع تحسكون دقة خوجوات سو السين تخول خوجو سو إيش تحس أول يلقى بوج بونيب خيج بقى خبري هوا عن خيط الجي سي أقص مسكبي وون دياره وتهش خانسي خان دياره قاشاو تخوجر دوج حماغة хатсон, проекты, если какие-то проекты, если где-то и общество Дзудзуки, или лично я, или кто-то другие, я очень опечален тем, что не было возможности, чтобы там Тандила Дзаурова, особенно для девочек, это было бы потрясающе, потому что там и другие наши члены нашей команды, их сегодня не было, потому что я, наверное, в самой последней степени могу говорить о успехах и неуспехах организации. Ну, в общем, там, где мы будем полезны для вас, мы всегда готовы и персонально, и отдельно, и обществом. Должен весхолч Аллах шеят убах, дикш хамдeh, должен дулал так, андир долж цухочо.